сбудется это. Мы все начинаем когда-то с улыбки, с надеждой, с рассвета. Наивно, смешно, светло, угловато. Не надо теперь улыбаться. И мы начинались когда-то наивно, светло, угловато. И было нам тоже 16. Мы тоже чужие утраты и чьи-то святые печали застенчиво и фронтовато к лицу своему примеряли. Но зря беспокоились мамы. Мы выросли быстро и строго. Да жаль, только времени мало, а сделать торопишься много. Да жаль, что за тем поворотом не синяя птица встречает, а все-таки веришь во что-то такое, чего не бывает. Наивно, светло, угловато. Разве забудется это? Мы все начинались когда-то с улыбки, с надеждой, с рассветом. Мы все начинались когда-то с улыбки, с рассвета, с надеждой. Мы с Надеждой Александровной выступили уже в Ижме, вот, ездили туда, так сказать, с агитбригадой втроем. Еще был с нами Андрей Герич Попов. Вот, там выступали и в школе, выступали и в библиотеке, и в клубе. Вот, прекрасный клуб там, хороший персонал. Дети приходили на концерт, очень было душевно, здорово. Вот, и там много песен пел, а сейчас я спою то, что я очень редко исполняю. Вот, даже, может быть, где-то я остановлюсь, вот, ну, потому что Надежда Александровна, может быть, позовет и скажет, что давай эту песню, а я уже спел ее, да, и так, чтобы вот это не получилось. Когда... Вокзалы трубят. Общий вагон. Общий вагон. Как сердце пульсирует поезд, и каждый толчок — это жизнь. Войду я в него, успокоюсь, на месте мои этажи. Над первой полкой вторая, на третьей пригрелся солдат. Россия моя кочевая, нам общий вагон тесноват. Здесь как сошлась и трехрядка, к добру присоседилось зло. И цокает древняя вятка, и катится волжская О. Я в общем вагоне поеду, здесь собраны все времена. Твои групповые портреты, моя дорогая страна. Вокзалы трубят возбужденно. Уедем, уедем. Куда? Гудят напряженно перроны, и снова уносят вагоны, джинсы, сарафаны, погоны. До скорого и навсегда. Вокзалы трубят возбужденно. Уедем, уедем. Куда? Гудят напряженно перроны, и снова уносят вагоны, джинсы,
через сарафан погоду. Да скоро и навсегда. Как много вокзалов таится, как память вокзалов важна. Вокзалы глаза очевидца, теплушка, гармонь, небылица, гражданская, юные лица, отечественная война. И в вечной тревоге вокзала осталась от той маяты какая-то малая малость, как тень от последней черты. То пленки, косухи, погоны, улыбки и слезы разлук, ведь это они миллионы, и Родины щит опаленный, и Родины щит опаленный, и Родины солнечный круг. С небольшой импровизацией, ну вот, а где там Надежда Александровна? Ее пока не видать, еще. Поем дальше. Вот опять пошли снега, стали легче облака, им ведь тоже тяжело, полетайка. Дождалась пуховика, крутобокая река, ты лежи себе, река, засыпай-ка. В этой северной стране, что пришлась по сердцу мне, что то родиной зовут, то отчизной. Так прекрасен белый снег, что идет из века в век, примиряя торжество сукоризной. Ночь была черным черна, а теперь белым бела, как боярыня в мехах серебристых. И зима явилась вновь, вся в убранстве холодов, хрусталя зеркальных льдов, таманистых. Успокоится снега, да исчезнут облака, солнце на небе взойдет, как корона, и вздохнет спокойно Русь, до заката приберусь, все богатства сохраню безуровно. И вздохнет спокойно Русь, до заката приберусь, те богатства сохраню безуровно. Вот опять пошли снега, стали легче облака. Вот опять пошли снега, стали легче облака. У меня будет сольный концерт 24 ноября. Здесь же, да. Вот. Ну, я сейчас, похоже, я тоже планировал петь стихи Надежды Александровны, так как она юбиляр. Вот. Но это так анонс этого концерта. Песня «Купите скрипку». Когда друзей не в проворот
ее щемящая душа, как искупление хороша. Купите скрипку, купите скрипку, когда от муки любви звезда рождается в крови и вас сжигает изнутри. Купите скрипку, купите скрипку, но скрипачи такой народ, что кто их шалых разберет, им все известно наперед. Когда напьются, купите скрипочку за так. Мы наигрались, это факт. За ваш позор, за наш инфаркт. Они смеются, но скрипачей не продают и даже в долг не выдают. И в руки вам смычок дают. Но счастье зыбко, а вдруг она не станет петь, как узник, выбирая смерть. Не страшно вам, живая ведь. Купите скрипку, купите скрипку. Купите скрипку, купите скрипку. Спасибо. Так. И все-таки, где Надежда Александровна? А можно водички? Моя программа, о которой я говорил, будет называться «Все, что лучшего было и есть». Это тоже строка из стихотворения Надежды Александровны. Все, что лучшего было и есть. То ли в детстве огонь, то ли в юности пламя, то ли в зрелости слово и честь. Но мне кажется, что прорастет куполами все, что лучшего было и есть. Но мне кажется, что прорастет куполами все, что лучшего было и есть. А еще говорили, живут бестолково, а когда оглядишься окрест, что не поле, то Пулково да Куликова, что-нибудь, то звезда или крест. Что не поле, то Пулково да Куликова, что-нибудь, то звезда или крест. Это руки
русая прядь. Это вольная воля этих глаз, незабудковый цвет. А когда обернешься, пригрезилось, что ли? Всюду мрак, а мерещится свет. А когда обернешься, пригрезилось, что ли? Всюду мрак, а мерещится свет. А мерещится рожь, на полях колосится, краснодевица воду несет. Серый волк звездным оком на небо косится, добрый молодец дива пасет. Серый волк звездным оком на небо косится, добрый молодец дива пасет. То ли в детстве тоска, то ли в юности мука, то ли в зрелости избранность речь. Что не радость, то боль, что не дом, то разлука, что не память, то русская речь. Что не радость, то боль, что не дом, то разлука, что не память, то русская речь. С Надеждой Александровной я знаком достаточно давно, уже, можно сказать, с 94-го года. Вот, и она услышала в моем исполнении песню на Сергея Есенина «Годы молодые». Да, и вот можно сказать, что это моя крестная мама вот, в творчестве, потому что когда с таким именем человек тебя поддерживает, вот, она сразу пригласила на свой творческий вечер, сказала: ты будешь эту песню петь. Вот, там был Юрий Алексеевич Спиридонов. Да, и после этого я вот стал так стараться что-нибудь написать на стихи Надежды Александровны. Вот одна из ранних песен. То ли в детстве огонь, то ли в юности. Нет, это я это уже пел. Все уже было. Все уже было. И будни, и праздники. Голос смеялись и плакали досуха, набезобразничались безобразники, и намолчались молчальники досыта, и по дороге кривой единственной нас спотыкались без роду и племени, и надышались чужим и таинственным, и наскитались в пространстве и времени. За безязыкую, за оскорбленную, за погребенную, за одноликую я выхожу на траву раскаленную и говорю: поднимайся, великая. И поглядел я, родная и ясная, непозабытая, непобедимая, и поднялась да такая прекрасная, и позвала: да такая любимая. Ой ты, Русь моя. Ой ты, Русь моя, очи синие, поднебесная бирюза, трижды преданная Россия, трижды сжатая по
закрою глаза, тоскую, лишь открою, тоска сильней. Где же мне родину взять такую, чтоб душой не болеть по ней, чтоб не мучились так, как эту, с глаз долой бы и сердца вон. Но куда не пойду по свету, всюду Русь с 4 сторон. Разгулялась слепая сила, словно бешеная волна. Лишь закрою глаза, Россия, лишь открою, опять она. Лишь закрою глаза, тоскую, лишь открою, тоска сильней. Где же мне родину взять такую, чтобы душой не болеть по ней? Будут святы твои могилы, будут рощи твои густы, будут вечны твои молитвы, будут дети твои чисты. Ой, ты, Русь моя, очи синие, поднебесная бирюза, трижды преданная Россия, трижды сжатая полоса. Мы не договаривались специально. Это такое. Победная песня. Пойди туда, не знаю куда, моя любовь, проходят года. Идешь туда, не знаешь куда, а не кончаешься, не кончаешься, а не кончаешься, не кончаешься. Поди туда, не знаю куда, моя страна, проходят года. Идешь туда, не знаешь куда, а возвращаешься, возвращаешься, а возвращаешься, возвращаешься. А все с тобой давно решено. Но если хочешь залечь на дно, то китиш там уже есть давно. Там нет спасения, нет спасения. Там нет спасения, нет спасения. Тебе решение дано одно, и только Господу знать дано, за что Он любит Россию. Но мы храм спасения, воскресения. Мы храм спасения, воскресения. Мы Юрий Первый, Третий Рим, зато ведуем на дом стоим. А что чужие, неясно им. Так что ж мы маемся, маемся, маемся? Зачем мы маемся, маемся, маемся? Мы не сгибаемся, не горим. Мы слово вещее говорим. Идет Спаситель
летели мы за ним. Мы поднимаемся, поднимаемся, мы поднимаемся, поднимаемся. Поди туда, мы туда и шли. Уже сходили, уже пришли. Полсилы удали, завели. А не пугаемся, не пугаемся, но не пугаемся, не пугаемся. Еще полсилы хватило нам на покаяние строить храм. А если что непонятно вам, то бишь им, то извиняемся, извиняемся, то извиняемся, извиняемся. Мы не загибаемся, не горим, мы слово вещее говорим. Идет Спаситель, мы за ним. Мы поднимаемся, поднимаемся, мы поднимаемся, поднимаемся, мы поднимаемся. Я приглашу тогда, или вы скажете? Начинаем? Да, все. Начинаем по сценарию. Спасибо большое. Я не прощаюсь, что Надежда Александровна меня пригласила. Еще раз всем добрый день. Рада видеть вас на встрече с народным поэтом Республики Коми Надеждой Мирошниченко. Однажды Надежда Александровна призналась: «Я всегда была верна принципу. Мне ничего не надо в литературе, если этого нет в жизни. Мне надо, чтобы в жизни были Бог, Родина, любовь, семья, герои. И все это у меня в жизни было и есть. И все это есть в моих стихах». Именно эти темы мы затронем сегодня на нашей встрече. Обо всем этом Надежда Александровна расскажет нам, своим читателям. Именно об этом ее стихи, которые, конечно же, мы сегодня услышим в авторском исполнении. В одном интервью Надежду Александровну спросили: «У вас напряженный график, регулярные поездки в Ухту, в другие города. Откуда силы берете?» На что Надежда Александровна ответила: «От любви». На встречах с читателями Надежда Александровна, народный поэт Республики Коми. Надежда Александровна, наши гости нас заждались, давайте начнем по сценарию. Аля, ты здесь? Аля, нет. Ладно. Девочка, которую зовут Настена Кутузова, ты здесь? А, начало. Все остальные, кого приглашала, потом увижу. Сейчас ничего не вижу, только нервничаю. Ради бога, ну как бывает? Сижу, думаю, дочь поставила на пол третьего будильника. Она смотрит без 2:14.
осталось. Ну что ж, продолжим. В одном интервью вас, Надежда Александровна, спросили: у вас напряженный график, регулярные поездки в Ухту, в другие города. Откуда силы берете? На что вы ответили: от любви. На встречах с читателями происходит духовная концентрация в единую плоть. По поводу силы воли: если мне надо, то я не устану никогда. Только на 15 минут закрою глаза, приду в себя и буду работать дальше. Потом я рухну, но это время я живу как хочу. Я выдрессировала себя на реализацию задач. Надежда Александровна, вы сейчас работаете в таком режиме. Недавно у вас состоялась встреча с читателями в молодежной библиотеке. На прошлой неделе вы ездили в Ижевский район, а на этой успели уже съездить и в Кнешпогосский. Наверняка читатели в Ижевском районе вас спрашивали об истории создания песни «Ой, ты, речка Ижма». Расскажите нам немножко об истории. Слушайте, да, замечательно там прошли встреча, замечательно. Вот, люблю их просто. Ну, конечно, меня не все любят всегда, но что делать? Вот. Ну, нет, они меня любят, но боятся. Они не знают, чего от меня ждать. Вы же видите, что от меня действительно, я сама не знаю, чего ждать. Поэтому, как, они мне подарили такую красивую шкатулку, я хотела на выставку ее принести, показать. Такая четырехугольная, зеленая крышка, так бегут олени. Они это сделали за речку Ижму, представляете? Вот, значит, речка Ижма, сижу на берегу много лет назад. Тогда в песне «Я 7-е лето милого люблю». Сейчас я люблю милого 60-е лето, 10 лет, и как его уже нет. А песня до сих пор существует. Вы представляете? Опаздывает самолет. Красивый конец лета или начало сентября. Тепло. Речка радостная, под ногами бежит. Я думаю, ну что делаю? Она бежит. Я думаю, надо стихи написать. И я написала эту песню. И тут прилетел дурак-самолет, прости меня, авиация, на час раньше, вот тоже, это авиация, чем обещали, значит, получилось, что он прилетел уже, а я еще не написала. Но мы летим в Браколанск, а Володька Попов мне сказал: Надежда, будешь в Браколанске, зайдешь к нашим, если в мой дом не зайдешь, больше я с тобой не здороваюсь. Сразу в Браколанск я пошла не работу делать, а в дом Володи Попова. И там я написала эту песню. Вот это история создания речки Ижму, которая и знать не знала, что ей будет 60 лет, даже все равно меньше, чем мне. Какой ужас. Вот, ну, Люда. Сегодня песня «Ой, ты, речка Ижма» Александра Лапского на стихи Надежды Мирошниченко прозвучит в исполнении народной артистки Республики Коми Виктории Пыстиной. Встречаем! Ой, ты, речка Ижма, синяя краса, я такая же рыжая, как твоя коса, потому секрета я не утаю, что 7-е лето милого люблю. Рябина красная, пора опасная, за летом белая идет зима. Ты не рассказывай про синие глаза, я синие глаза люблю сама. Можно музыку погромче? Насладимся красивой музыкой.
глаза люблю сама. Ой, ты речка Ижма, синяя краса, я такая же рыжая, как твоя коса, потому секрета я не утаю, что седьмое лето милого люблю. Рябина красная, паропасная, за летом белая идет зима. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю сама. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю Спасибо большое. Надежда Александровна, я поздравляю вас с таким значительным юбилеем, можно обнять. Спасибо вам за ваши стихи, слова к песням. Это очень важно, когда поешь песню и есть о чем петь, правда? Спасибо вам большое. И я, вы знаете, очень горда тем, что среди ваших многочисленных сборников есть строчки, посвященные Виктории Пустиной. Спасибо вам. Крепкого здоровья и еще долгих, многие-многие лет. Спасибо. Спасибо большое, Виктория. Виктория, не уходите. Прекрасная песня, прекрасное пение. Категорически протестую всю жизнь против финала. Беспомощного, жалобного. Совсем не тот посыл, который в стихах. У Надежды Александровны. Я против хулиганов из зала. А я... Замечательный поэт Людмила Чебыкина, ЛПК, имеет право. Слушайте, я это внедрила в эту же песню, которую мы пели в Вольнице. Ну, я заставила всех петь правильный финал. А как он звучит? А милый ждать не стал, он на дороге встал, сказал мне, милая, тебя люблю. Сказал мне, глупая, одна ты любая, я никому тебя не уступлю. Вот как это звучит. А любишь, пусть я тебя люблю, а ты меня нет, сволочь. Он ее любит. Это все замечательно. У всех своя история. Согласитесь, у Надежды Александровны своя. Это более оптимистичная и говорит о разделенной. Замечательно, что одно произведение вызвало столько эмоций и комментариев. К юбилею Надежды Александровны в целом ряде журналов были опубликованы ее стихи и статьи о творчестве. Эти журналы представлены на нашей выставке. В одном из них, в третьем номере журнала «Арт», опубликовано замечательное стихотворение «Коми земле», посвященное Андрею Попову. Надежда Александровна, прочитайте нам, пожалуйста, это стихотворение. Я должна смириться, но я читать буду только стоя, я не могу. Андрей, ты где сидишь, Попов? Андрюш, ну встань, пожалуйста. Председатель Союза писателей Республики Коми. Встань, люди, оборачиваются. Вот. Один из лучших современных поэтов России, создавший свой стиль. Мы с ним провели 2 вечера во время пандемии в малом зале Центрального дома литераторов. Зал был полон. Поэтому имейте в виду, зря вы не ходите на наши встречи, когда мы появляемся. Прямо бежать надо, они всегда интересны. Андрей Попов, «Коми земле».
Ну, ребята, я здесь живу 6 лет, извините меня, имею право считать родиной, муж похоронен здесь, мама похоронена здесь, я умру здесь, и все, и сестренка. Наташа, ты пришла? Да. Встань, пожалуйста. Наташка, встань. Моя младшая сестра, садись, Надя. Ой, так. Упокой меня, Бог, от завистливых дум, и от гнева меня упаси. Упаси меня, Бог, от нацеленных дул, от всего, что сейчас на Руси. Только в коме земле стоит благодать, только в ней тишина и покой. А считай, дай это рукою подать, и до новых могил над рекой. Я люблю эту землю, ее забытье, ее первозданную ширь. Я люблю эту землю, и села ее, и притихший в тайге монастырь. Не забыть мне цены там за дорогу аж до Воркуты. Я люблю наших сосен, глубокую тень и снегов голубые холсты. Упаси меня, Бог, от завистливых глаз и от мести меня упаси. Вот и пробил он этот негаданный час. Увидать, кто нам друг на Руси. Ой ты, север, гудят холода, и земля под ногами гудит. Пусть не гаснет полярная наша звезда, пусть любовь нас спасет, как спасала всегда. Пусть на нас вся Россия глядит. Спасибо. На сцену мы приглашаем председателя Союза писателей Республики Коми Андрея Попова. Ну, я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Мы сегодня, когда готовились к этому вечеру, мы думаем, ну, Надежда не всегда не вовремя приходит, никогда вовремя не приходит, точнее, опоздает, думаю, ну, минут на 10 опоздает, а мы через 15 минут придем. Мы так скажем, а вот видишь, мы тоже можем, мы тоже такие же, как бы, нет мира сего, мы опаздываем. Но, видите, она опять у нас победила, она пришла через полчаса. Вот, с чем я ее поздравляю. Вот, поздравляю с этим вечером, поздравляю с юбилеем. Действительно, недавно произвели несколько очень интересных встреч и в Емве, и в Ижме. И я надеюсь, что, кстати, я повторю вот этот момент, когда я познакомился с Надеждой Александровной. Это было 40 лет назад, я работал в ПТУ, и мне сказали, надо привести учеников, чтобы они слушали поэтов. Я говорю, учеников-то, конечно, я приведу, но слушать они никого не будут, они нет, они плохо слушают. Вот. Но тут мы все в спортзале собрались, и выскочила Надежда Александровна, там еще кто-то был, сейчас не помню, она сказала, мне 40 лет, аплодисменты. Ну вот, 40 лет звучат аплодисменты каждый год. Да. Вот она сегодня... На этой оптимистичной ноте я закончу и передам слово ведущему. Спасибо, Андрей Григорьевич. Журналист Марина Щербинина в интервью с Надеждой Мирошниченко «Слово – это пароль сердца» пишет: «Нет смысла перечислять все ее литературные регалии. На это не хватило бы и нескольких газетных полос. Человек-судьба, история, совесть. Русский национальный поэт. Дипломы, медали и даже ордена, не все, конечно, также представлены сегодня на выставке нашей. Орденов нет, но 2 медали за заслуги библиотечества второй степени и первой степени. Вот я хотела, если бы раньше пришла, в первой степени одела, но видишь, поздно пришла, не удастся. Этим я горжусь. Ордена я не заслуживаю, но медаль за заслуги библиотечества я заслуживаю. Я всю жизнь веду русскую тему, ни разу не переменив пути. И меня приняли, и меня можно. И вопрос как раз на эту тему, да? Какая, интересно нам всем узнать, какая из этих наград, Надежда Александровна, наиболее ценная с финансовой точки зрения, а какой больше всего дорожите лично вы сами? Ну, с финансовой точки зрения у меня было 2. Одна называлась «Большая литературная премия России». У нас союз писателей нищий, вот русских писателей и российских писателей. Вот другой союз там очень богатый, но мы в него никак не можем, не хотим вступать. И поэтому самые большие 2 премии, которые получили, было по 50 000.
Вот. Поэтому за одну книгу «Белая сотня» я ее издала за свой счет, за 50 000. Я никак не собиралась за нее получать никакой премии. Понимаете, вдруг меня вызывают в Москву, и мне дают 50 000. Я говорю, ребята, так я всегда за свой счет, только пообещайте, что вы ровно столько будете давать премии. Какая наиболее ценная именно лично для вас? Вот лично она и есть большая литературная премия России, там еще там чего-то, там все написано. Вот это я же нормальный человек, ну что, я получила и положила, что ж я буду каждый день смотреть, за что. Книжка хорошая, я знаю, ну что делать. Назвала «Белая сотня», ну что делать опять. Думаю, назову «Черная сотня», скажут, она и так черносотенька. А если назову «Белая сотня», они будут думать, что она имеет в виду. Но я думаю, пусть лучше думает, назвала «Белая сотня». В одной из газетных публикаций читаем: «Я бы никогда не стала поэтом с сегодняшним масштабом мировоззрения, если бы не Валерий Ганичев. В 1933 году в Москве открылся Всемирный Русский Народный Собор, который возглавил патриарх Алексий II. Заместитель главы собора, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев сказал: «Надя, приезжай, ты человек думающий, найдешь ответы на все свои вопросы». А в другой статье вы отмечаете, что историческую, поворотную роль в вашей жизни сыграл еще один человек. «Для меня, пишете вы, такой личностью был и остается русский поэт, публицист, критик, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, мой друг и учитель». Ага. Расскажите о людях, знакомство с которыми повлияло на вашу жизнь. Да, вот про этого друга и учителя, конечно, он у меня померк, конечно, в моих глазах 5 лет тому назад. Мы действительно друзья, он действительно приехал, а меня тогда 5 лет не печатали, мою первую или вторую книжку уже не помню. Вот. И я ему рукопись дала, они приезжала группа московских писателей, он написал короткую рецензию, написал: человек, который может написать такие строчки, надо принимать сразу. Ну, в общем, ну, мне сказали, что это все по блату. Я пришла к издателю, говорю: по блату это как? Я с ним переспала, я его видела один день или как? Он говорит: Надя, какая ты грубая. Я говорю: я грубая. А вы не грубые? Мне такие вот вещи говорит. Он говорит: ну нет, Надя, ну понимаешь, вот есть на тебя одна отрицательная рецензия, а другая положительная. Вот, ну вот что вот нам делать? Я говорю: ну я не знаю, вы директор, вы решайте. Но мы, говорит, конечно, сделаем, что как написал Куняев. Я говорю: ну ладно. И тут я узнаю через неделю, что Куняева, ну не сняли, он сам снялся, потому что он написал письмо в ЦК непозволительное. И ему сказали: лучше возьми на год, в КГБ, кстати, сказали: лучше возьми на год отпуск, чтобы тебя нигде не нашли, и поезжай охотиться. А через год все устаканится, разберемся, в чем дело. И он уехал. А мне сказал этот издатель, он говорит: Надя, если он будет редактором твоей книжки, тогда мы ее издадим сразу. А если не будет, то тогда придется над ней поработать. Я бы работала над ней до сегодняшнего дня, по мнению того второго критика. Вот. И я ему звоню. И мне сказали вдруг, что Стаса только что, он был секретарь Московской писательской организации, что его уволили. Я звоню, говорю: Стас, это правда? Он говорит: да нет, никто меня не увольнял, но я на год правда уезжаю, мне посоветовали, я тоже как-то еще хочу пожить. Вот, а он написал там в письме, что у меня столько-то уже книг, мне столько-то лет, я уже должен служить только Родине, даже стихов уже можно не писать. Так неужели я Родину продам за то, что мне не дают говорить так, как я хочу? Тоже ненормально. Ну, уехал он. Я ему говорю: Стас, если ты будешь редактором, книжку напечатают. Если нет, он говорит: Надя, если раньше я тебе мог помочь, то теперь мое имя тебя утопит. Извините. И я сказала: лучше я погибну с таким, как ты, чем с таким говном, кто меня предал. И вот такое грубое слово сказала. Он сказал: черт с тобой, присылай рукопись. Так он стал редактором моей второй книжки. Так меня приняли по ней в Союз писателей. Вот это, но у меня, конечно, извини, я тебе дополню, у меня два имени этих великих. Валерий Ганичев и Валентин Распутин. Валентин Распутин на каком-то съезде в тех далеких годах, у него всегда были замечательные публицистики, я уж молчу о прозе, он сказал: может быть, русский народ в широком смысле, не по национальности, а по вере, зато и расплачивается, что отказался от Бога.
И для меня тогда это таким громом, для советского человека, для комсомолки, такой ядерной, слава богу, коммунисткой я не была, но комсомолкой я была очень активной. Вот. И вдруг прозвучало, что мы от Бога отказались, и нас за это целый век наказывают. Петя, здравствуй, Петь, или это там не Петь? Здравствуй, солнышко, я не видел тебя, извини, пожалуйста. Петр Столповский, блестящий наш прозаик, блестящий муж Лены Габовой. Лена Габова, блестящий прозаик, жена Пети Столповского. Их нельзя вот так говорить, кто чей муж и жена, они одинаковые. Похлопаем им. Ну вот, и мы, значит, с этим я... И с той поры я начала думать, что такое религия, что такое Бог. Мама мне говорила, когда я уже вступила на эту стезю, хотя мама крещенная, она у меня наполовину крестьянка, наполовину дворянка, значит, папа у меня крещенный, но он в Луганске родился, знал бы он сейчас, слава Богу, что он этого не пережил, он украинец. Вот, они, конечно, все крещенные, но они все были советские люди. Мама, тем более, была дочь врага народа, о чем я только в 40 лет она мне рассказала. И только в ее 90 лет мне прислали камчедалы, что ваш родственник, Кулагин Козьма Васильевич, это мамин папа, значит, все там, и враг, и шпион, и предатель, и где-то приговорен к расстрелу, где неизвестно. Вот. Эти пишут, камчедалы, что говорят, что их в баржу посадили, утопили. Я написала стихи про баржу. Потом через 2 года еду в Москву на пленум, там говорят, нет, Надя, их расстреляли в Иркутске, эту группу. Я счастлива, что хотя бы расстреляли, все-таки, знаете, хоть сразу, хотя они там посидели, все. И вот спасибо, что мама мне в 40 лет сказала, что она дочь врага, а я никак не могла понять, что она за меня боится. А я такая, какая есть, я всегда такая была. А я говорила, мама, нельзя, вы всю жизнь боялись, чтобы мы всю жизнь боялись, мы уже свободны, или всякую фигню такую. Но мама на меня с таким, она всегда на меня немножко смотрела с иронией, такой вот немножко какая-то ненормальная дочь, ну что делать. Вот. Ну и когда она мне сказала, мне все стало понятно. И я сейчас знаю, что он реабилитирован за неимением состава преступления в 1956 году, и мама узнала только это в 90 лет, ее не стало в 2014 году. Вот представьте себе, всю жизнь она не знала даже ни как умер, ни как похоронил. Поэтому мама, чтобы доказать, что отец не враг народа, пошла на Хасан. Вот, у нее представили ее к ордену Ленина, она сказала, меня нельзя, я дочь врага народа, она безумно любила отца, ну там своя семейная, папа развелся, поэтому она без мамы росла, а с мачехой. Лидия Ипполитовна преподавала в нашей школе Кулагина немецкий язык. Замечательная женщина, тоже дворянка. Вот этот крестьянин дважды женился на 2 дворянках, мой дед, которого я не видел никогда. Вот. Ну и вот так вот семья, это так вот закручено, это все. Поэтому семья очень острая, социальная в течение тех лет, которые я про свой род знаю. Поэтому теперь я себе уже... Мама говорила, ты такая же, как твой дед. Тебе не важно за что, лишь бы против. Я говорила, нет, мама, это ты такая, а я такая, как ты. А я не виновата, что ты такая, как дед. У нас с мамой были замечательные отношения. И Наташка и я пишем стихи. Наташка стала переводчиком блестящим английского языка. Она пошла по языку вот в сторону ту, потому что интересно было нам в провинции, что такое, значит, другой язык. Сейчас уже нам интересно, что такое русский дожили. Вот, и мама всегда говорила, у меня 2 особенных дочки. Одна переводчица, другая поэтесса. Мама, мы очень радовали. Вот. И вы знаете, что я вам хочу сказать? И вот из-за этого Бога, из-за этого, что я обернулась в эту сторону, из-за этого, что мне открылось, чего большинство жителей России не понимает до сих пор не понимает, что, как его называется, интернационализм был возможен только на основе русского, соборного, многонационального, единого народа, где русский был до революции не по национальности, а по вере, а церковь была русская, православная. И люди до сих пор вот это ввели они в нас по национальностям, кто лучше. Это так удобно, а национальностей 150 в России. Вот давайте разбираться, кто первым хочет быть, а все хотят быть первыми. Поэтому я столько поняла, я чуть не сошла с ума. И когда второму своему человеку, который приблизил меня к церкви, тогда он был председателем Союза писателей, Валерий Николаевич Ганчук, который очень меня любил и во всем всегда поддерживал,
я ему говорю: Валерий Николаевич, я ведь чуть с ума не сошла, когда все поняла. Ты, говорит, с ума не сошла? Знаете, а я-то коммунистом был настоящим, а не комсомольцем. Я-то за это жизнью готов был заплатить. И вот он добился, в конце концов, что он, по его идее, этот собор создан, Всемирный Русский Народный Собор, и он добился, что Ушакова, нашего флотоводца знаменитого, причислили к лику святых, он раскопал материалы, написал книги. Вы понимаете, ну вот когда я попала во внимание таких людей, могло ли это на мне не сказаться? Конечно, в Сыктывкаре оказалось странной. Конечно, тут тогда начали заниматься возрождением коми народа, когда сразу же начали пытаться отделить, что не надо учить русский язык. Конечно, я тогда вся из себя трепетала. А когда я все поняла, у нас в Союзе писателей мы лично удерживаем национальный покой в республике. Мы не допустили никаких вот этих шатаний ни в какую сторону. Мы часто выступаем, мы об этом говорим. Потому что русские коми составляют самую большую численность нашей республики. И поэтому, когда мы вместе, а когда с русским языком они ездят по всей России, и везде это их родина, и везде они рассказывают о республике Коми, на коми-языке не расскажешь. Вот это первый этап был ужасный, если бы дети учили только коми-язык. А сейчас бы еще и Финляндия продала. Понимаете? Никогда не надо своих продавать. Тут все было в тысячелетии. Тут мы во всем разобрались, поженились и так далее. Ну и живем, как вот можем, за что платим, но в чем мы прозреваем. Вот. Поэтому эти люди сделали меня тем, кем я стала в литературе. Я была просто, могу скромно сказать, хороший лирический поэт. Я стала национальным, социальным, художественным, лирическим. Я стала полноценным человеком в русской литературе. Я не стесняюсь говорить эти вещи. Это мой первый большой вечер в этой библиотеке в родном городе. Я сказала, что последний, больше меня на второй раз не хватит, чтобы я к тебе еще раз опоздала, тогда уже просто похоронишь. Вот, поэтому, вы понимаете, поэтому я вот эти вещи говорю, потому что больше вы их нигде не услышите, ну, кроме как на каких-то частных там встречах с нами. Вот. И поэтому для меня это не просто. Я пришла с любовью, я пришла с открытым сердцем, я не боюсь никаких вопросов, я отвечу на любой. Я в любой части России, в Чечне, в Татарстане, там, я не знаю, я везде хожу по своей родине. Я ни один народ не вижу враждебным. Я знаю, что с этим народом мы жили вот во всем этом объеме. Я этот народ понимаю, и он понимает меня. И я была в 9 странах Запада, и в Америке, в Франции, Китай, Индия, там были мои книжки на международных выставках. Вот. И я нигде не написала, кроме Америки, ни одного стихотворения. В Америке написала про мужика, влюбилась, понимаете? Я влюбляюсь всегда, муж это знал. Сначала он хотел меня убить, потом мы хотели развестись, потом мы оба ревнивые, как собаки. До 40 лет мы без конца, я в основном была инициатором. Вот я, значит, мама говорила, она его очень любила, что ты слушаешь эту дуру, Наташа может быть тетей. Она говорит, это каждый день и не собирается делать. А он говорит, мама, ну она так убедительна, понимаешь? И после 40 он говорит, какие мы были идиоты. Я говорю, Толь, но для этого надо прожить всего 20 лет, тогда мы прожили. Понимаете, нельзя разводиться первые минимум 10 лет. В это время только строятся отношения. До этого они начинаются на литературной подкладке. Чтобы все было абсолютно. Если он, не дай Господи, не вымыл руки к столу, что же ты такая интеллигентная. Это как же ты переживешь, ты будешь ты мой. Понимаете, такие дураки молодые. Вот сейчас я мудрая, как старуха Тортила. Вот сейчас ни один мужик мне голову не заморочит. Потому что я столько раз влюбилась, столько раз разочаровалась. И потом просто поняла, что на самом деле я искала, чего мне в муже не хватает, во мне не хватает. И как только в чем-то было, я тут же влюблялась. Думаю, вот, а в тебе нет, я думала про себя. Ему я не говорил, конечно. А потом, когда я разбиралась, я поняла Боротынского. Боротынский говорил, выразить чувство значит овладеть им. А я научилась выражать чувства, это значит анализировать. А пока проанализируешь, поймешь, что тебе это нафиг не надо. У тебя это есть больше, чем то, на что ты собираешься продать. Поэтому девочки специально говорю, потому что бабы всегда инициаторы в основном. Так что так. Оксана, мы обязательно к этой теме вернемся сегодня в ходе беседы. А сейчас немножко поговорим
о ваших любимых авторах и книгах. Благодаря матери Надежда Александровна с детства привыкла к хорошему русскому языку. Перейти с обычной... Она с нами стихи писала, с Наташкой. Пишет папе письмо в стихах, первую строчку она, Она с нами папе стихи, когда он куда-то уезжал, писала в стихах. Первую строчку она, вторую я, третью Наташа. Потому мы обе, к слову, в общем-то, готовы, да. Перейти с обычной речи на стихотворную для нее было чем-то естественным. В 1954 году мама подарила Надежде томик Есенина со словами: «Сейчас это разрешено, но раньше за чтение этих стихов сажали. Так что ты на всякий случай никому эту книгу не показывай». А в другом интервью Надежда Александровна призналась: «Спросите меня, кто мой любимый поэт, и я отвечу: Пушкин. Но не потому, что он у всех любимый, а потому, что я совпадаю с ним и в вопросах взаимоотношения с поэзией, и вообще по очень многим позициям». Прокомментируйте, Надежда Александровна. С удовольствием я прокомментирую стихами. Значит, ну что хотите? Никаких претензий, никаких. Слушайте, что я хочу сказать. Мама, значит, подарила мне его в 4 классе Есенина, потому что я написала стихотворение про Гайдара. И мама посадила нас с Наташкой и сказала: «Надя, ты хорошая девочка, добрая. Ты и так хорошая девочка, понимаешь? А вот то, что ты сделала, называется очень красиво плагиат, но очень плохо переводится литературное воровство. Доченька, я тебя очень прошу, не воруй в течение жизни, все-таки это посадить могут. Вот. А книжку никому не показывай. Его только в 49-м разрешили, у меня дома этот томик Пушкина, и я мой трехтомник, вот то, что в середине у меня там фотография на обложке, это я взяла у Есенина, у него тоже, но у него был закругленный. Саша, встань, пожалуйста. Мой любимый редактор, который не давал мне ничего выкинуть из моих книг, который говорил: «Надя, это нельзя, но размер-то нельзя». И человек, который сейчас такие пишет блестящие стихи, что моя мечта издать трехтомник по 150 страниц Андрея Попова, Саши Суворова и меня под одной обложкой, чтобы после нас осталась память на все времена. Когда-нибудь хоть один идиот найдется, что эту книжку прочитают. Но для этого надо найти деньги, не знаю, а денег, даже меня не издали в этом году на 80 лет. У меня в Москве книжка вышла. Но я все равно добьюсь. И вот один из нас трех, один уже выходил, а второй вот, Александр Суворов. Пушкина, да, у меня много про него продумано, много. Я была на мойке, я очень его чувствую хорошо, все. О, юный Пушкин, в мире есть Дантес, и он дождется 40-го часа. Но это после. А пока ты здесь, ты никуда от нас не отлучайся. О, юный Пушкин, в мире кавардак, а после будет тяжелее и хуже. Придет Есенин, жаль, но это так, все повторится, яростней. К тому же, о, юный Пушкин, у меня одно там утешение и для всей отчизны, что нам твое бессмертие дано, но это меньше, чем денечек жизни. Но, юный Пушкин, пока ты здесь, ты никуда от нас. Саш, не отлучайся. Ну-ка, где этот? Ну-ка, Попов, ты где у меня опять сидишь? Вот. Но, юный Пушкин, в мире есть Дантес, и он дождется 40-го часа. Сейчас я хочу вам прочитать немножко стихов на тему Пушкина. У меня с ним личные отношения, я вас предупредила, и вы можете как угодно класть. Это наше право. Это наше право, можете как угодно класть. Если он ваш, у вас с ним личные отношения, у меня с ним личные отношения, я пишу про личные. Когда мы с Пушкиным вдвоем молчим о счастье, он думает о Натали, а я о Толе. Моего мужа зовут Анатолий Федулов. Так что все посвящения Федулова – это не любовник, это муж. Почему фамилия появилась? Он сказал: если ты не перейдешь на мою фамилию, моя мама, значит, донская казачка, умрет. Вот. Мама приехала и говорит: а что не перешла? А зачем перешла-то? Сейчас все остаются. Я настолько озверела, что я пошла и через месяц после свадьбы вернулась на свою фамилию. Вот как нельзя с молодыми, понимаете, молодые дураки все. Поэтому у меня дети все Федулова, а я вся такая птичка свободная, понимаете? Когда мы с Пушкиным вдвоем молчим о счастье, он думает о Натали, а я о Толе.
Не говорите, что к нему я не причастна. Вы не поймете все равно. А он бы понял. Когда мы с Пушкиным вдвоем молчим о жизни, он о России, и о ней я тоже. Так лучезарны мысли об отчизне, что кровь по жилам, а мороз по коже. Когда мы с Пушкиным молчим о смерти, он не боится помолчать об этом, а я боюсь. Она как ложь в конверте, как лето, исчезающее в лету. И потому я возвращаюсь часто к молчаниям нашим, как к причастию, что ли, когда мы с Пушкиным молчим о счастье. Он думает о Натали, а я о Толе. В 29 лет я маме сказала: мам, ты знаешь, мне кажется, я могу лучше, чем Пушкин писать. Она сказала: Надя, ну понимаешь, ну тебя и так сумасшедший считают, понимаешь? Ты хоть никому не говори, я-то уж выдержу, ладно? И вот когда мне стало где-нибудь на 70 лет, я написала другое стихотворение, вот, я поняла, что я не то хотела сказать, я хотела сказать, я люблю Пушкина, но я хочу по-другому, вот, потому что другое время, у нас другие проблемы, но я тогда еще не могла в 29 лет сказать. А совсем недавно я написала, на мой взгляд, гениальное стихотворение. Мне не хватало в Пушкине меня, и мама меня умная корила. Она мне с огорчением говорила: подумай, кто, мол, он, и кто, мол, я. А я была румяная и бела, как легкая пуховая подушка, и верила, меня бы понял Пушкин, а мама моя вот не поняла. Но тайну мне открыла западня, которую на волю не пускала, что не хватало мне во мне меня, а Пушкину всего в себе хватало. От Пушкину слова я осенью этой не выбралась, к Есенину тоже, а все-таки в общем был путь. Куда б я ни шла, то ли в солнечный день, то ли в изморозь, они где-то рядом шагали, поодаль чуть-чуть. Они то смеялись, то спорили громко и весело. Я даже слыхала о чем, и сияла душа. И были мы трое, как будто друг другу ровесники, и верили в Русь, и казалось нам жизнь хороша. Я это потом утешала себя, это выдумка, и все понарошку, я как кончайка дурить. Такого пока, мол, на белом-то свете не видано. Но так, как они, кто еще-то умел говорить. Здесь вопрос о творчестве подведя, я хочу прочитать стихотворение, посвященное блистательному армянскому поэту, писателю, прозаику Иону Чичияну, с которым мы познакомились тогда в Переделкино, потому что он вынужден был бежать, тогда это было лет 20 назад, из Армении, потому что тогда уже начиналось то, что сейчас у них там начинается присоединиться к Западу, а он прорусски настроенный был человек, просто считали его молодым классиком. Рано умер, где-то в 50 с чем-то лет. И вот это, в этом стихотворении правда моего ответа о творчестве. Я у всех научилась. Это правда. Я начала писать стихи, когда начала писать стихи, я увидела, в 56 году мне было 13 лет, что люди стали хуже, чем в 50-м. Что в 50-м все еще ходили черные, коричневые и серые, цвета не было после войны. Дети, у кого были эти дешевые, как их называются, колготки с вытянутыми коленками, мы им завидовали как миллионерам, потому что мы вообще в жизни такого чуда не видели, что эти коленки вот такие вот были. Вот. И, значит, я подумала, вот когда я начала писать, я подумала, у меня такой замечательный народ, он даже забыл, какой он замечательный, а я вот буду писать стихи, я вот буду показывать, какой он замечательный, и он опять себя полюбит, и ему станет стыдно. То есть у меня с самого начала была державная задача писать не о себе, а сразу и о себе, и обо всех, понимаете? Вот сейчас у меня замечательная статья лучшего критика России, журнал номер 7, как, без стыда заявляю, как это называется, этого года «Наш современник». Вот там и мои стихи, и обо мне, что он пишет. Это «Жажда разговора со своим», Вячеслав Лютый. И он пишет, как будто у него за спиной
стоит собеседник, и они внутренне переговариваются. Да, я внутренне с вами переговариваюсь. Другое дело, что не все это понимают. А кто понимает, становится моим читателем. Я у всех научилась великому таинству слова. Я у всех научилась щемящему чувству любви. И теперь я могу говорить, как дитя бестолково, но со светом струящимся, искренностью изнутри. Вы простите меня, все, кого по пути обижала. Я сама обижалась, гордынью путь серебря. Это дорого стоит, душой обретенная жалость, где жалеешь любого и вовсе не жалко себя. Это дорого стоит, суровая нить покаяния, пусть в руинах душа, но зато в золотой глубине, голубиной надежды, бессмертное длится сияние. Видно, ангел-хранитель и впрямь молил Бога о мне. Александровна, мы уже начали разговор о вашей матери, продолжим. Однажды вы рассказывали, папа был убежденный коммунист. Тем не менее, жили мы все в России по нравственным законам церкви, по ее глубинным, тысячелетиям сложенным устоям. Искренне считали, что надо любить друг друга, любить Родину, быть патриотами. Мама моя была чрезвычайно начитанным человеком. Сказки нам писала в стихах, музыку слушала с нами. Я с детства знала арию Каварадосси. Семья жила с чистыми помыслами, и в нас всегда жила жажда высокой жизни, жажда неба. Поэтому, когда я открыла уже в 30 лет, что не все пишут стихи и прозу, не все ведут дневники, для меня это был шок. Я подумала, как же они живут? Молчат и на работе, и дома? Надежда Александровна, расскажите немножко еще о ваших родителях. И стихи, конечно же. С удовольствием это, конечно, расскажу. Почему? Потому что, да, папа был старше мамы на 14 лет, ревновал ее сумасшедшим образом. Вот, и любил безумно. Я помню, маме 60 лет, он смотрит с 3-го этажа, это в Чугуеве, они тогда уже папа уехал на свою родительскую Украину, Господи, слава Богу, мама вернулась. Вот, вовремя, я хочу сказать. И, значит, он смотрит в окно, Наська, иди сюда. Я иду, он говорит, посмотри, а мамка идет, ей 60 лет, она шатенка, у нее вьющиеся волосы. У меня никогда, я, конечно, всегда делала химию, в результате меня всегда считали еврейкой, и я не опровергала, потому что это стыдно. Вот кто есть, то есть что-то. А если бы я была еврейкой, что ж теперь мне побриться надо было или что? И когда я сейчас хожу не завитая, сейчас я опять завелась для вас на мелкие бигуди, которых у меня 10 штук всего осталось, их нигде не купишь. А химию я уже не могу, потому что я облысею тогда вообще. Вот. Так что вот так. И этот, как его называют, а у мамы такие волнистые волосы, шатенка она такая, и у нее белые кофты и красные тюльпаны редкие, черная юбка и черная тут, и сверху. Я говорю, что, мама идет? Я говорю, ну что мне мама, я каждый день вижу, я так знаю, что на крысе. Посмотри, какая у нас красавица. Это маме 60, а ему, значит, 74, а умер он в 75. Это, понимаете, что значит любовь? Поэтому у нас была сложная семья, но настоящая, со всеми издержками всех семей, но с совестью. Вот это я могу сказать. И поэтому я вам хочу, давайте я чуть-чуть из семьи почитаю какие-нибудь стихи. Вот, например. Давайте начнем, с чего начать-то лучше. С папой. Земля. Теплая, веселая, земная. Это память моего папы Александра Варфоломовича Мирошниченко. Он всю жизнь мечтал о сыне, и родилась дочь. Он маме сказал, эх ты. А это была его вторая жена, он из-за мамы семью бросил. Вот, эх ты, не могла мне сына родить. И вот когда я все-таки осталась на своей фамилии, и Наташка осталась на своей, оказалось, у папы жизнь продолжилась в 2 дочерях. Такое тоже бывает. Значит, теплая, веселая, земная, стану я когда-нибудь землей. Я пока еще не понимаю, что такое будет и со мной. Я еще и встреча, и разлука, и гроза, и радуга, и дом. Я еще цветы таскаю с луга, чтоб цветами вырасти потом. Но уже я знаю, что на свете только жизнь, любым мерцам венец. Но уже мои родились дети, но уже землей стал отец. Про маму есть в моих книгах
Моя поэма, она в этом, в сыктывкарском варианте, первый раз ее напечатала. Почему? Вот как пишут стихи. По-всякому. Вот и так тоже. Мы ездили, я тогда училась в пединституте, в иностранной группе. Мы, значит, я учительница английского языка по профессии. Ой, ну и могла бы и литературу, тогда широкий такой профиль был, но нас как англичан, как будущий факт готовили. Вот. И, значит, мне не хватало строчек для этой книжки. Когда заключаешь договор, говорят, вот такой, вон, Саша, ты чего? Никогда говорит, Надя, оставь. Я говорю, Саш, ну строчек-то должно быть столько-то, ну их нафиг давай оставлять. Вот. А мне не хватает строчек. Я еще, все-таки это моя 4-я книжка, я еще уже обнаглела, что я поэт уже, но еще. И вдруг я думаю, я сейчас про мамку напишу. Я написала, у меня была, я все не буду читать, только начало. Там и про дедушку есть, вот что он как враг народ был, все, но начало. У меня была такая мама, что что город наш Какули возбуждался, стоило ей выйти и пройти вдоль деревянных улиц. Бабы по цепочке сообщали, крали, я аж воображала. Она, правда, была нетипичная для Сыктывкара. Но мы же приехали и из Москвы, и из Пензы, то есть она уже побыла, она родилась на Дальнем Востоке, на Русском острове, она уже цивилизовалась, она была не сыктывкарская. Вот. Крали, что они плели, что сочиняли, это и не вспомнится, пожалуй. А мужчины с завистью глядели на ее летящую походку и при встречах с нею холодили, смеясь, чертова молотка. У меня была такая мама, что мальчишки, наши девчонки, слежки не снимали, ее прямо принимали маму за шпионку. Она говорила, Надя, так неприятно, я иду, они откуда-то вылазят и записывают. Понимаю, погляди, прическа как в киношке. Ух ты, тетка, платье-то как в книжке, сама шила иностранные. Все ее дорожки знали те девчонки и мальчишки. Маму не сердили пересуды, потому что мама все умела шить и стряпать, быстро мыть посуду, весело душить любое дело, без простого лоскута за вечер. Мастерила нам с сестрой обнову, а потом садилась и предпечье сказки нам придумать. Ну, потом там дальше, потом про войну, как она говорила, что это самое страшное на свете. Потом... И опять мой город неспокоен. 30 лет прошло. Все люди те же. Как там мама спросит. И в надежде ждут, что я отвечу им другое. Женщины, к большому сожалению, я другого не могу ответить. Это принимается с рождения. По наследству достается детям. Это как зараза, как проказа. Человек неволен, подневолен. Он всю жизнь выбирает до отказа, потому что он творец и воин. Это как любовь, это как талант. Бери и помни. Это как любовь. Хочу и трачу. Почему никто из вас не понял? Может, так она, а не иначе. Если с детства море мне приснилось, где корабль над кромкою маячит, это значит, маме часто снилось детство ее собственное. Значит, сколько раз мне мамина сгодится. Люди разные, в этом нет урона. Для них ты будешь синей птицей, для других лишь белой вороной. Я о ней рассказываю мало, а могу рассказывать часами. Для меня она такая мама. Про своих рассказывайте сами. Наконец, о главном самом, чтобы прямо к выводу подвести. У меня была такая мама, у меня она такая есть. Но сейчас мама уже нет. Мама не стала в 2014 году на Рождество. Господь ей подарил легкую смерть, и она просто заснула. Ей было 95 лет. Сразу вас огорчить хочу, собираюсь дожить максимум, минимум до 90, ориентируюсь на 100, и вы также должны. Потому что в каких-то веках эти деньги мира подсчитали, что надо умирать в 60, и всем объяснили, что вы уже старые. Посмотрите на меня, убедитесь. Я, конечно, не молодая, но я не могу сказать, что я старая. Я полна жизни, оптимизма. Поэтому всю свою жизнь я думаю собственную думу, стараюсь найти подтверждение этой думы в философах, в историках, в писателях. И я убеждена, что народ обманули ради денег. Что вот пока они эти сильные и молодые, вот пусть уматываются. Я не имею в виду ни советскую власть, никакую, я все имею в виду, весь мир. Везде это просчитано. Поэтому человек должен жить 100 лет, он пусть живет 100 лет, вот и все. И пусть живет в памяти и в здравии в каком-нибудь.
Вот. Ну ладно, это нормально. Это, про детей, вот, ну, Дойдем до этой темы, Надежда Александровна. дойдем, да, хорошо. Вот. И статьи... Нет, подожди, про маму вот хочу, вот это хотела. Потому что девочки, специально для девочек, потому что мальчики этот момент пропускают, а девочки не должны. Я приехала как-то, такая красивая осень была, и мама, ну, она очень не любила, когда я уезжала, она говорила: Надя, город как будто пустой, вот как тебя нет, спасибо, Наташка есть. А Наташка перевозчица на ЛПК работала, идет целыми, ЛПК строился, целыми днями дома не бывала, и мама, конечно, тосковала. Вот. И вдруг она, я ей сказала: мама, какая ты у меня красивая все. И что вы думаете, я прихожу на следующий день, и вот из-за чего я написала это стихотворение. Мама моя, все я вижу теперь по-новому. Там, где мешали раньше дела и лень. Мама моя, золотая ветка кленовая, что тебе чудится в этот осенний день? Бабьего лета в этом году нам выпало, сверху закромов проливается через край. Мама моя, ну какая тебе-то выгода от журавлей, что в Заморской собрались рай? Что же ты платье надела свое нарядное? Что же ты смотришь в небо за облака? Небо сегодня пастбище неоглядное, с огненным шаром солнечного цветка. Мама моя, кленовые листья кружатся, сверху закромов проливаются через край. Может, их дразнит, откуда-то с неба стужится. Мама моя, родная, не облетай. Из статьи журналиста Анны Сивковой о вашей матери «Сыктывкарские красавицы от начала века до наших дней» читаем. Александра Варфоломеевича перевели работать в Москву. И снова вся страна проплыла перед глазами Ольги Кузьминишны. В столице супруги стали жить на Садовом кольце в доме, похожем на корабль. Этот корабль вскоре причалил к самой желанной пристани. «Кто?» – прошептала уставшая счастливая мамочка. «Дочка!» – хором ответили склонившиеся над ней люди в белых халатах. В этот самый момент в палату брызнул ослепительный утренний свет. Гимном новому дню и новому человеку прозвучала и неожиданно откуда-то грянувшая музыка. Где-то вдали гремела война. А в самом центре Москвы ранним солнечным утром молодая мама прижимала к груди Надежду. Надежда Александровна, вас так назвали в честь надежды на Великую Победу? Врать не буду, хотя было бы красиво, но было не так. Просто папа-то украинец, он все-таки тосковал по Украине, кого он не был русский уже, коммунист или интернационалист, все равно. Вот, он сказал: ой, давай назовем Надея. И мама настолько обалдела, она никогда не знала, что еще и существует имя Надея на украинском. Надея, Надея, она сказала: конечно, назовем. Вот так они меня назвали Надея. Но так как папа мечтал о мальчике, а мама ему пишет: слушай, она такая хорошенькая, маленькая, розовенькая, такая прям, ты так ее полюбишь сразу. Принесли меня, была я ярко-желтого цвета, послеродовая желтуха. Папа с ужасом смотрит на меня, мать и говорит: она правда красивая? Аплодисменты. Впервые ваши стихотворения были опубликованы в газете «Красное знамя» в 1961 году. Это как раз были стихи о детстве. Каким было ваше детство? Мое детство было замечательно. Вот понимаешь, я настолько вас уже считаю своими, что я думаю, что это мы сидим вдвоем, а не вдвоем. Вы знаете, мое детство было замечательное. Почему? Во-первых, я была старшая сестра. Вот сейчас я просто не нашла, вчера искала, это, как старшая сестра, принесли мне ребятенка в розовом кулечке и сказали, что забыть не в силах. Вас теперь на свете двое, мама повторила, Наташка родилась. Я всю жизнь считала себя старшей сестрой, всю жизнь я воспитывала, она сейчас буквально вопит, если я воспитываю. Но когда ей исполнилось 30 лет, до 30 лет она терпела. И вдруг в 30 лет она спокойно сказала: Надь, но мне ведь уже 30 лет. Меня настолько потрясла дата, думаю, ну как, она же маленькая, как это ей 30 лет? Я только в 30 лет поняла, что она уже выросла. И поэтому
Наташка вот этого не помнит. Она родилась, и у нее там была диспепсия, пенициллина не было, и она могла умереть. И врач сказал: да что переживаешь, молодая, красивая, еще 10 родишь. А мама сказала: вот пусть у вас и умирает, а моя пусть живет. И та пришла через неделю, плачет и говорит: у меня дочка умирает. А мама говорит: да вы что, я это в сердцах сказала, да я вам ничего не желаю, да я не умею. Это... Вот понимаете, нельзя слово зря говорить, всяко бывает в жизни, понимаете? И Наташка, я помню, как в детстве, мы тогда еще в Пензенской области жили, они ходили вокруг стола, она плакала всю ночь. Папа на работе, значит, мама, это, и они то один, то другой качают ее, качают, чтобы она хотя бы поспала немножко. Выжила, ничего, никуда не делась, надо было Богу, чтобы выжила. Вот, поэтому, понимаете, и поэтому я была всегда как бы ответственна. Вы знаете, я странный человек, я такого человека второго пока еще в жизни не видела. Я еще скромно могу сказать, вы понимаете, я думаю, никогда было не важно по перву, потом-то было важно, а сначала любят меня и не любят, я любила. Вот я люблю и все, вот я люблю и все, и вот пусть меня тоже любят. Но, сами понимаете, не всегда так получается. Но вот первый порыв, я никогда не сомневалась, любят меня родители или не любят. Они были умные родители. Когда было плохо Наташе, они были около Наташи. Когда было плохо мне, они переключались. Мама с папой все время менялись местами. То есть мы никогда не оставались без внимания родителей. Я помню, папа работал здесь в Совмине, все говорили, что я министерская дочка. Я штучка, конечно, но не такая. Папа был зав. Оргинструкторским отделом Совмина. Это самый рабочий отдел Совета Министров. Он без конца мотался по командировкам и брал меня в газик. Мама звала его папин газик. Этот газик, я думала, это марка машины. Я уже взрослая говорила, а папин газик приехал, на меня смотрели как на ненормальную. Так вот, в этом папин газике я объехала с папой все ближайшие села, почему я хорошо отношусь и к народу, и к республике, потому что я с детства в этом была. Я знаю, как это было, не было ни асфальта, ничего этого. И поэтому я помню, как в 50-м году я хотела кушать. Наташка не помню, а я помню. Вот, и я быстренько научилась готовить. Мама на кухне, я за ней думаю, надо на всякий случай научиться готовить, а вдруг от мамы уеду, а как потом я умру вот от голода и все такое. Вот. И я научилась готовить, и это для меня было каким-то радостным таким событием. А я вот спокойно, меня муж только поэтому не бросил, что я хорошо готовлю. Я это помнила всю жизнь, что их надо кормить. Девочка, вот можете как хотите, но вот что бы вы ни придумывали в оправдании, не будете кормить, разведетесь. Все. Ну так. Детство мы немножко вспомнили. Детство у меня, да, еще она с нами стихи писала, еще она нам сказки писала, рассказывала. Мы в пуховых, русская сказка, мы в пуховых платочках, в печке трещат поленья, холодно в нашем доме. Мы жили на Интернационале 115, в том году его снесли, около мэрии деревянный двухэтажный дом был. А за окном темно. С неба приходят строчки прямо в стихотворении. Все происходит в коме, в розах из льда окно. Штопает мама кофту, крестик кладет на крестик. Так молода, моложе всех молодых подруг. Мама поет о чем-то с тихой пластинкой вместе. С мамой поем мы тоже, не разнимая рук. Мама моя крестьянка, дочка врага народа. Мама моя дворянка, это не знаем мы. Ты расскажи нам сказку. Папа пришел с работы. Снежная королева, пряжу придет зимы. Как вспоминать мне Люба, давние это, не помню что. Мы вчетвером у печки, сказкой сладкие слова. Сказка пойдет на убыль. Все в ней сплошная правда. Обыкновенный вечер. В печке трещат дрова. У меня было счастливое детство. Школьным годом вы посвятили стихотворение, которое так и называется «Школьное». Или по первой строчке «У одуванчиков время такое короткое». Песню на эти стихи написал Михаил Ворсин. Прозвучит она сегодня в исполнении заслуженного работника Республики Коми, руководителя ансамбля народной музыки «Зарни Туис» Натальи Кановой. Встречаем! Очень благодарна, потому что мои одноклассники все очень любят это стихотворение, а песни я никогда не слышала. Одуванчиков
мальчика время такое короткое, лучшее время июнь выпускные балы. Класс мой 10-й, вы нынче невиданно кроткие, взрослые платья, как белые ночи белы. Мальчики наши, влюбленности наши несмелые, девочки наши, красавицы не описать. Бал выпускной, одуванчики белые-белые, жизнь впереди, что готовят ее полюса. Четверти века хватило, чтобы заново встретиться. Класс мой 10-й, ты держишь сегодня ответ. Как одуванчики лысины мальчиков светятся, внуки у девочек, девочкам за 40 лет. Не забыли из прошлого учителя. Мы пришли на свидание к вам, трудные дети. Мы кажемся вам хорошими, чистые люди. Вы кажетесь чистыми нам. Время цветка серебристого, класс мой 10-й, встречайся хотя бы на лету. Класс мой 10-й, встречайся хотя бы на лету. Надежда Александровна окончила среднюю школу номер 14, Коми государственный педагогический институт. Несколько лет проработала учителем английского языка и много лет посвятила журналистике. В беседе с Владимиром Шаровым вы подчеркнули: «Для меня журналистика – родное дело. Именно она помогла мне узнать и полюбить Коми-землю. Открыла глаза на истинное положение дел. Теперь модно отказываться от своих прежних публикаций. Я не отказываюсь ни от одной из них». А из очерка, опубликованного в газете «Вера», читаем: «Каждый раз ей приходилось доказывать, что она достойна писать о тех людях, которых так полюбила. Однажды зимой ее отказались взять на буровую. Сказали: тебе это не по силам». Спасибо. Нет, сказали не так. Это так же, как на корабле, баба, к несчастью, так же на буровой. Понимаете? И я сказала: ну знаете что, мои дорогие, тогда я про вас такое напишу, всю правду. Они говорят: все, не надо. Я говорю: вы возьмете? Возьмем. В очерке? Извини, я залезла на эту буровую, дура молодая тогда, зимой. Она там 50 или 60 метров, вот так раскачивается. Поручни обледенели все, а я боюсь высоты.
Туда-то я на самолюбие залезла, оттуда-то я не могу. В соплях, в слезах, они орут, они испугались, слеза. Я говорю, я не могу. Ну, Надя, ты же не можешь там остаться. Я говорю, ну я и слезть не могу. Ну, а что делать-то? Я говорю, я не знаю. Ну, в общем, в конце концов, я слезла вот так вот на локтях, и потом летом еще раз слезла, слазила, чтобы убить в себе это. Ну, это было все легче, я спустилась нормально, но я все равно боюсь высоты и больше на буровые не ложу. Мы тогда вспоминали, улыбаясь, слезла, разрыдалась, но с красной ее утешали. Надька, мы тебя на буровой возьмем. Это было последним, что ей в эту минуту хотелось. Так заканчивается эта история. Надька, Надька, мы тебя на буровую возьмем. Это было последним, что ей в эту минуту хотелось. Надежда Александровна, может быть, у вас есть стихи о журналистике или стихи, которые родились в ходе работы журналисткой? У меня родились стихи, Микрофон, Надежда. и в результате журналистика мне дала все. Во-первых, она дала знания республики. Во-вторых, право о ней писать, потому что я ее видела глазами и ногами проходила. И когда не было нигде ничего есть, так и я ничего не ела, потому что, ну что в командировке, ты же не дома там, вот и все. Поэтому я очень люблю журналистику, я не написала ни одного нечестного материала. Я до сих пор пишу такие же материалы и до сих пор считаю себя хорошим журналистом национальным. Вот. И русскую тему я много раз поднимала только благодаря тому, что я научилась быть журналистом. И острые мои стихи социальные только благодаря журналистике. И мне бы хотелось не о журналистике прочитать, а вот этот взгляд журналиста на сегодняшние дни, там хорошие тоже будут, но я хочу сейчас прочитать резкие, в том числе и про Сыктывкар. Сыктывкар мне дается трудно. Меня очень любят читатели, меня не очень любят руководители всех национальных диаспор, но коми, по крайней мере, делают вид внешне, что все-таки, ладно, черт с тобой, ежему написала, уже будем терпеть, хоть что-то сделала. Вот. И очень меня боятся все эти начальники. Ну, боятся, ну, не знаю. Хотя я ничего про них не пишу, я пишу про то, как они работают, как рабочие их живут, а не как они работают. Ну, в общем, все главы республик со мной всегда были не в хороших отношениях, но в паритетных отношениях. Они все со мной знакомились, понимаете? И поэтому я у них не бываю, потому что у меня нет, у меня единственное, что надо было насчет книжки пойти. Что я еще буду просить, чтобы мне книжку напечатали, что ли? Вот. Но я отношусь нормально, я государственник, я все понимаю, я много понимаю в происходящем процессе сейчас. Вот. И поэтому мне жить интересно. Поэтому я не про журналистику, у меня есть это. Вот, например, меня ждут полки вагонов, сиденья самолетов, тяжелые вездеходы, разлуки и адреса. А я никуда не еду, мне попросту неохота, по совести надоело дорогу вертеть назад. Я сяду в уютный угол и форточку нараспашку. Я книгу возьму, какую потом вспоминать смогу, и дверь не открою другу. Я знаю его замашки, опять он насчет про вьюгу, про сейсмиков и тайгу. А что мне пустые толки? Я с сейсмиками знакома, мне попросту надоело про сейсмиков говорить. Мой друг, он все время дома, ему вагонную полку, ему бы мою работу, чтобы тоже покой любить. А я никуда не еду, меня подождет дорога, ведь ей без меня ни шагу, за что и дорогой звать. Ему не хватает ветра, а я отдохну немного, а я на кровать прилягу. Мне завтра идти опять. Я думаю, Боровецких меня понимает. Вот. Вы знаете, я хочу сказать, и вот так как мама родилась на Русском острове, в Владивостоке, а папу перевели тогда в Москву работать, и она ехала беременная мной через всю страну, и любила всю страну, все народы, все станции, и говорила, пусть убьют, зато увижу столицу. И вот из утробы матери, я люблю родину, но о родине другой. А сейчас я хочу вам несколько стихов прочитать. Все надоело. Это про 93-й год. Люди на сходке мчатся, а мне паршивки. Все надоело. Краткие сводки с митингов, как фальшивки. Все надоело. Трупы и трассы. Вижу, как в очередной раз оболванят родные массы ненависти народной. Ну, это вот такое народное стихотворение. Тоже потрясающая судьба. Тетя Маша.
Даже крыши стали ниже, по деревне тишина. Увела с собой мальчишек распроклятая война. Увела мужей и братьев, заманила, забрала. Даже свадебное платье на бинты перевела. Трактор пашет, тракторист платочком машет. Трактористу сколько лет? И 16-то нет. Расскажи мне, тетя Маша, о пшенице золотой. Как тебя хвалила мама за мешок пшеницы той. Как хвалила, говорила, что за дочь я родила. Я ей каши наварила, да лепешек напекла. Тетю Машу хоронили в первых числах февраля. Словно землю натопили, стала теплая земля. Даже травка показалась вся прозрачная насквозь, чтобы слаще ей лежалась, чтобы крепче ей спалось. Трактор пашет, спи спокойно, тетя Маша. Вы не представляете, как я люблю плацкарт. Я практически мало езжу в купе, только на верхней полке. Но вот в последний раз ехала, вот сейчас в сентябре, чуть не убила, которая внизу лежала, поэтому решила больше не ездить все-таки. А мужик, который напротив был, говорил: Надя, первый раз вижу, что 80 лет связали сверху. Я говорю: связали что? Вот как сказала, она просто перевернулась в эту сторону головой. Я, конечно, тогда-то вечером она туда, ну, спасибо, она далеко лежала, но все равно я представила, что могло быть. В командировке памяти Геннадия Космынина. Человека, который первый привез мою рукопись, вот ту, которую здесь запретили в Москву, и издал в издательстве «Современник». И она потом была на международной выставке, на международной ярмарке. В командировке. Это было в Архангельской области. В крестьянском доме затопили печь. Хозяйка хлеб пшеничный замесила, с мешинками перемещая речь. «Мужик-то курит?» — весело спросила. «Мужик-то курит?» — повторила я. «Не курит мой-то, да и мой не этот». Поди уже соскучилась семья, который день мотаешься по свету. Который день мотаюсь, говорю, соскучилась семья, и я скучаю. Дай-ка чай покрепче заварю. Заваривай, покрепче, отвечаю. Как лавки здесь надраенный пол, как чисто все, к чему не прикоснешься. А ты садишься с бабами за стол, товарищ мой, и весело смеешься. Стихотворение про Сыктывкар. У меня про него много хороших стихов, но такое тоже есть. Сначала хорошие горы. Наталья Александровна, может быть, тогда, пока вы найдете стихотворение, мы к следующему пункту перейдем. Давайте. Много у Надежды Александровны стихов с посвящениями друзьям, пишет Валентина Ефимовская. Это действительно прекрасное творческое ожерелье из знакомых и незнакомых нам имен, и украшающее, и защищающее поэтессу. Станислав Куняев, Николай Тряпкин, Николай Иванов, Иван Нестеров, Олег Мирошниченко, Анатолий Федулов, Юрий Зафесов, Галина Бутрева, Александр Кердан. Эти имена, как жемчужины, поэтесса нанизала на них своей поэзии. И длинна, и крепка получилась драгоценная связка. Сама Надежда Александровна однажды сказала следующие слова. «Настоящая дружба длится годами. С самыми родными друзьями-поэтами я дружу десятилетиями. Это очень талантливые люди. Они создали в литературе свои миры. Я как-то написала: все меньше друзей, все надежнее они, все больше их надо беречь. Я и берегу». Слово предоставляем друзьям, поэтам. Александр Васильевич, может быть, вы скажете пару слов? Больше, чем Саша, добрых слов обо мне в республике не сказал никто. Он к моим книжкам вступление писал. Это говорит о том, что это талантливый человек. Он не завидует, он радуется. Таланту можно только радоваться, если он есть. Я говорю не о себе в данном случае, а вообще о таланте. Талант не может не радовать. Это добавление счастья. 100%. Да. Вот она отмечает в этом году 80 лет со дня рождения, а я могу отметить 15 лет вот этому стихотворению, которое я посвятил ей 15 лет назад. За нами вечность, перед нами вечность, судьба
лишь отблеск вечного огня, пронзительная жизнь и быстротечность стремительности суетного дня. И надо жить отважно и рисково, сжигая сердце в пламенной крови. И все в стихи, и все в живое слово, и не избыть ни боли, ни любви. Поэтому, понимаете, одно дело написать, а другое дело, когда знаешь человека во всех ситуациях. И поэтому, вы понимаете, это настолько дорогие для меня слова, потому что это та же самая нравственность, ответственность поэта, понимаешь? Он перед собой отвечает, он не передо мной отвечает. Он такой и есть Сашка, потому что поэтому он и поэт. Елена Васильевна, может быть, тоже пару слов скажете? Про Лену я могу сказать одно. Она пришла ко мне в 9 классе, я это помню всю жизнь. Как мальчишка, стрижена под мальчишку, в брюках, резкая, хорошенькая, молоденькая, и дала прочитать рассказ. И в этом рассказе было 2 главных строчки, которые я помню всю жизнь. Реактивный самолет пробирался высоко в небе, как лыжник, оставив за собой, пробивался высоко в небе, как лыжник, оставив за собой 2 полосы. 2 лыжни. 2 лыжни. Лыжню оставил. Лыжню оставил лыжню. Вот что значит образное мышление с детства. Вот перед нами ведущий прозаик республики, ведь народный. Да, Народный. но я очень стесняюсь этого. Я не всегда говорю. Пусть она стесняется, но вы-то должны знать, в конце концов, если мы все будем стесняться, чем это закончится. Ну, ведущий, наверное, Петр Шкалковский. Ну, больше, чем Надю, я, наверное, в этом зале никто не знает, потому что я в 9 классе пришла, да. То есть мы с ней знакомы, и я не боюсь этого слова, мы дружим столько лет. Было время, когда мы работали вместе с ней в «Молодежи Севера». Это была, знаете, звездная команда, удивительно. Тогда, значит, Надя была молодая такая, она вся летящая. Она вот прямо на крыльях летала. У нас был Газик, она говорила, что Петин, да, как ты говорила, Марка, Петин, папин Газик. Ну вот у нас этот Газик был. Но она, знаете, она в командировке-то к сейсмикам летала, к буровикам, геологам. И она влетала, у нее была такая большая... У нее была такая шапка пушистая, с такими ушами черными. И летный полушубок. Наверное, отобрала у мужа. И вот она часто его носила, особенно с командировок она вылетала в этом полушубке. И мне всегда, не всегда, а очень часто, я была совсем, молодая была, вот, и мне казалось, что она не на этом Газике ездит, она в вездеходе вообще приезжает в редакцию. Вот, и вот у нас на Начинате работала Виктор Кушманов, и такая была обстановка шикарная. Вот она, значит, с вездехода, с Газика прилетает, что-то там рассказывает, стихи читает, прилетает в то же время Вики Кушманов, говорит, смотрите, какое стихотворение нашел. Говорит, это грустно, как оленьи глаза. Это кто? Это же поэт написал. Это же поэт, он же у Боровика, он работает в тундре. Сергей Курбангалиев. Надя тоже начинает, а я вот то нашла. И читает стихи других. Это была потрясающая обстановка. И вот у кого? Ну да. И вот я в этой обстановке варилась. Значит, тут Кушманов, тут Надя. Ну, Надя мне, конечно, была ближе, потому что она, во-первых, была красавица. Вот посмотрите, да, вот на это. Красавица никогда не была, всегда была хорошенькая. Мне она казалась красавицей. И мне казалось, что она олицетворяет вот поэта, потому что высокая. Видите, да? Глаза, блондинка. Вот.
глаза огромные, синие. Ну и вот у нее, правда, поэзия везде, везде. Я как раз уезжала, первый год меня в Авгик не приняли, стажа не было двухлетнего. На второй год я уезжала, и она буквально собрались все редакции, и буквально за 5 минут она вот написала стихотворение. Память была хорошая. Прочитаю, Надя. Ленка, Ленка, ягоза, голубиные глаза, выше пояса коса, не девица, а краса. Не теряй в чужом краю светлую голову свою, не забудь в текущих дней дорогих золотых своих друзей. Все увидишь, все услышь и вернись домой, малыш. Ну, тогда я была младше, поэтому малыш. То есть у нее стихи вот прямо на дороге, как будто она подбирает, и стихотворение. И стихи я очень люблю. Я сейчас, конечно, уже не запоминаю стихи ее. Вот в этой большой книге читаешь, и знакомые стихи, и незнакомые, и все потрясающие. Ну вот, когда я была помоложе, для меня, конечно, это было, что, Надя, извини, я буду повторяться, подснежник вяжут солнечные спицы. Или вот преследуйте черемухой, преследуйте сиренью, пускай не по погоде, пускай не по летам. А если, извини, ну вот я просто от этих стихов, я просто... А если не получится, играйте на свирели. А если не получится, ходите по пятам. Вот. Так что я очень люблю этого человека. Я не представляю, что вот как вот без него. У нас всякие отношения были в жизни. Жизнь большая, жизнь сложная. Но то, что я привезла со Станишани своего мужа, и то, что я первому человеку с этим мужем зашла к ней, это об многом говорит. Извини, наших девочек никуда нельзя выпускать. Они все равно кого-нибудь уведут. Поэтому пусть знают. Ну я же Столповского привезла, не кого-нибудь. Молодец. Вот. Он коми сказки как перевел, в конце концов. Вот, Надя, я приехала к ней, познакомила, они оказались ровесниками. Петр тоже отметил в этом году 80. Он родился в феврале, я в июле. Он в апреле родился. Извини. Вот, все-таки жена, не я. Она долго ходила около книжного шкафа, потому что она думала, что надо что-то нам подарить. Мы только вот приехали. Она подарила нам книжку китайского какого-то прозаика, очень толстую, и сказала такие слова, которые я не могу сейчас повторить, я потом тебе скажу. В общем, знаете... Я могу предположить, извините. Да, знаете, я не очень умею говорить, но я очень ее люблю. И она прекрасный поэт, действительно. Даже как-то показывали по телевизору, в советское время, был просто обход. Кто-то обходил, какой-то журналист, и спрашивал у людей, что вы читаете, что вы читаете, что вы читаете. Просто люди вот просто в Москве, там какая-то женщина, просто, я не знаю, кто она, по правительству, но вдруг раз она говорит, а я читаю стихи Мирошниченко. Это так было приятно. Вот мы с Сыктывкаря, там в Москве. Вот и все. Наденька. Я стихи писать не умею. Конечно, она тайно стихи пишет, но я ей запрещаю. Но иногда у нее получается очень хорошие. У моей Наташи тоже иногда получается очень хорошие. Вдохновение. Спасибо тебе. Спасибо за то, что... Перед каждым 4-м или 5-м стихотворением Надежды Александровны стоят слова посвящения Анатолию Федулову. «Он прожил не свою жизнь, — говорит она, — пережил на своей шкуре всю мою жизнь, победы и слабости, а должен был стать егерем или еще кем-нибудь подальше от города. У него словно компас внутри, ни разу не заблудился в тайге. Только там, в лесу, он становится собой. Поначалу я, конечно, жаловалась подругам. Вот, Брэдбери не читал. А они вздыхали. Какая же ты, Надежда, счастливая. Да я и сама понимала, что не надо его теребить, переделывать. Мне с избытком хватало его крестьянской души, которая ни разу меня не предала. А бывает, и над стихами моими поплачет.
И если поцелует, то поцелует. Спасибо, дорогая. Да, это удивительный человек он был. Он, понимаете, он слободской мальчик. Он родился в Россоши, это станция. Через километр от станции город Россошь, тоже маленький, но очень провинция глубокая, это Воронежская. Вот. И он настолько был пытливый, что он перечитал все, что можно было читать. Но как человек из семьи не литератора, он вообще, ему было наплевать, кто написал. Ему было интересно, что написано. И когда он смотрел кино и про какую-нибудь неожиданную для меня вещь говорил, я знаю, что дальше, я говорила: Толь, ну не надо, ты и так хороший человек. И он мне рассказывал, что дальше, понимаете? Вот. И поэтому, когда меня спрашивают, как ваш муж относится к литературе, я всегда говорю, что он считает, что Анна Каренина написала Льва Толстого. Вот. А потом они спрашивали, а как он относится к писателям? Я говорю, он считает, что их всех надо уничтожать еще в утробе. Вот. Они говорят: Господи, а как вы с ним живете? Я говорю: очень хорошо. В 95 случаях я считаю так же. А 5% он мне прощает. Вот. Поэтому на самом деле духовно и душевно он был подготовлен и к литературе, и слову. Лучше, чем он. Мои стихи не читал никто, но я была счастливая. Он считал, что я лучший поэт России, потому что кроме меня он не прочитал больше ни одного современного поэта. Мне повезло со всех сторон в жизни, с родителями повезло, с мужем повезло. Ну а вот два стихотворения прочту, одно такое. Это странный человек, ничего не понимает. Он со мной прожил век, а меня совсем не знает. Почему же, почему? Кто ответ найти поможет? Я весь век нужна ему, целый век и дальше тоже. А в воронках от обид покаяние алмаза. Еще он говорит, что в меня влюбился сразу. А у дочки и сынка от его казачьей доли сила воли, честь крепка, синь до искорки во взоре. А в глазах чужих людей подозрения до советы. А в глазах родных детей лучше вас на свете нет. Этот странный человек, он от Бога мне достался. Он со мной прожил век, а стихов не испугался. Вот. Вы знаете, и второе стихотворение, хочу про него прочитать, я его читаю везде, иначе это зря проведенный, значит, вечер. Называется «Замужние девочки», меня должны понять. Сидит, наелся, кстати, борща, кстати, украинского, которого его же мама меня и научила правильно говорить. Вот. Ну что тебе еще надо? Что ты там еще поел, может, чего выпил? Развалился в кресле и говорит: Надька, а что, если я тебя брошу? Вам так хоть раз в жизни муж сказал какой-нибудь? Я вообще озверела. Мне в это время было где-нибудь лет 50. За мной бегала половина мужиков России. У меня была возможность каждый день выйти замуж, и я все время думала, стоит или не стоит все-таки с ним расходиться. Но, значит, это было до 40. После 40 я уже не думала расходиться. Вот. А этот, значит, ну, если бы нам было по 30 лет, я бы развелась после этой фразы. Но так как мне было 50, я пошла в другую комнату и написала это стихотворение. И вот поэтому я вам говорю, девочки, ответственность за брак лежит на женщине. Она должна понять своего мужа, она должна принять его, она должна помочь ему, потому что очень часто они идут нам навстречу, а мы думаем, что это он должен сделать за то, что он не до конца понимает, что происходит. Это лежит на женщине. Поэтому я вам хочу сказать, умная женщина, это дорогого стоит. Я, конечно, дура наполовину, но хотя бы наполовину умная все-таки. Стихотворение замужнее. Думаю, зачем он нужен мне? Вы про своих так не думаете? То-то и оно, что не травиночка, а береза шалая в окне, да в ладошке тающая льдиночка. А поди ж ты сколько берегу, первая моя, ты последняя. Пробурчит люблю, а я бегунок не чую, как 20-летняя. Я отчет на свете не пишу, только он мои страдания выносил. Он всегда на моей стороне, я всегда права. Я вообще 2/3 не права, но я всегда у него права. Потому в который раз скажу, ты один, все остальные, вымысел. Из-под лобья глянет, как обрек, и ж разговорилась, как брошу я. Встретился хороший человек, вот и получилась жизнь хорошая. Я поняла потом, почему. Ему осточертело, что ему все говорят,
как тебе повезло, Надька-то у тебя какая Надя, а он донской казак, да и баба должна вообще где-то там, это Надька все время. Вот в эту минуту вот он об этом думал, вдруг после борща. Откуда знаешь, когда им моча в голову ударит? Вот, пожалуйста. Так что имейте в виду, не надо сразу разводиться, не надо. Можно как раз одну строку? Конечно. То, что я вчера обещал, я принес. Серьезно? Золотой. Так. Ребята, Значит, вчера был счастливый день, вот с ребенком вспоминали. Я думаю, Марин ко мне, нет, мы с ним одеваться пошли. Вот всегда надо разговаривать. Как говорят, Надя, что ты так много говоришь? Я никогда не говорю глупостей, да, я много говорю. Потому что во мне тексты просто должны куда-то деваться, я же не могу. Вот. И мы с ним оделись, и разговорились. И вдруг он мне говорит, а у вас такой альбом есть? А я говорю, а у меня такого альбома нет. ну, это... Ну, Евгения Рожкина, вы знаете, хоть кто он был у нас? Он же у нас был министр по делам национальности, замбыл. Ну, все равно, я помню, что ты начальник. Но сейчас-то я скромный пенсионер, член Союза фотохудожников России. Поняли? Член Союза фотохудожников России. Ну, фотолюбитель, не фотограф. Коротко предыстория снимка, который я хочу подарить. Ну, у многих есть фотоальбомы, видели этот снимок. К тому же этот... внутри, потом покажу. К тому же этот снимок на выставках был, но так получилось, что он сделан уже там около 15 лет назад, но почему-то до вас не дошел. И я как-то тоже вот и сталкивался, и спрашивал, помню, пару раз, но принес только сейчас, каюсь. Предыстория очень простая этого снимка. Это третий мой юбилейный подарок. Первый кукла, которую из Деревянска мне подарила мастерица. Второй та шкатулка, которую из Вишмы. И третий вот этот. Сейчас покажет. Предыстория очень простая. То есть с Надеждой Александровной сталкивался с самого начала, с 93-го года в гимназии работал, сталкивались по делам. Но плотнее ее узнал в Крахале. Это был такой фестиваль, к сожалению, ректор, бардовский фестиваль в Бухте. К сожалению, ректор поменялся, ушел из жизни, вдохновитель. Ничего из жизни ректор не ушел, его посадили. Вот, сейчас он уже на свободе, но еще на подписке до 8 августа. Вот я считаю месяцы, он сказал, все равно я все докажу. Он уже там 3/4 доказал, я говорю, ради Бога не доказывай, а то еще сядешь настолько же. Я про Сергея Ширкунова, который как раз вдохновитель был. Я про него говорю, что его нет уже, да. То есть фестиваль жил, но жизнь его закончилась. Но там был бессменный председатель жюри. Догадайтесь, кто? Не знаю. Вы вроде. Ну, я не председатель была, но член жюри я была всегда, на всех. Ну, иногда они меня писали председателем, но нет, я председателем не была, мне нафиг это не надо, у меня и так вот все хватает. Вот. Но они меня иногда так звали. Да я и говорю, что если набрать, я сейчас набрал в смартфоне Крахаль фестиваль, и там написано, ваши фотографии, по-моему, 2009 года, и написано, наш бессменный председатель жюри. Поэтому интернету надо верить, мы теперь все верим интернету. Я не могу народу не подчиниться, раз он так считает, значит так и есть. Ладно. Мне дали вот красненький. И, естественно, я много там фотографировал, как здесь фотолюбитель, а Надежда Александровна приятно фотографировать, она очень эмоционально, руками машет, там стихи читает. Я открыла страницу ВК только для того, чтобы оставить в памяти потом хоть несколько своих хороших фотографий. Все, что мне присылают, это ужас, кошмар, и так и есть. Я такая тоже бываю, я человек эмоциональный, особенно в эмоциях, особенно когда рот, вот говоришь, а тебе рот откроют, и ты вообще черт знает, что получается. С точки зрения фотографа, это самые красивые снимки, когда эмоции видны, рот открыт, руками машет. Ну ладно, это другое. Ну, этот фотоальбом не Крахалю посвящен, там просто различные, значит, это у меня второй альбом, как мое творчество. И там раздельные, по разделам, по разным видам фотографий. Ты настолько лучше сейчас выглядишь, чем лучше 10 лет назад. Борода седой стала, пришлось брить, чтобы девочкам нравиться.
И отдельные разделы, это в разделе фотопортрет, и в том числе и... Гениальная фотография, гениальная! Я там как бы делал небольшие рекомендации для фотолюбителей, ну, самые простенькие комментарии. И вот один снимок, не из-за того, что там вы, а просто вот такой удачный, на мой взгляд, снимок. Комментарий очень простой. На снимке гордость Коми Республики, известная российская сыктывкарская поэтесса Надежда Мирошниченко со своим мужем. Снимок сделан в местечке Карахаль, город Ухтар, Коми, во время Всероссийского фестиваля Барда. И разъяснение, чтобы понятно было. Венок и рука на плече придают снимку ощущение трогательной нежности. Ну вот они вдвоем. Шикарный снимок, шикарный. Вот и все. Спасибо, дорогие. Жень, ну это вообще. Вот это. Ладно, я тогда не... С песней о любви на сцену приглашаем Наталью Канову. Музыка Василия Чувюрова, слова Надежды Мирошниченко. Это «Я тебя люблю». Василий Чувюров написал мне 100 песен. Он мне позвонил как-то и сказал: Надя, Василий Чувюров звонит нам. Я говорю: да, Вася, что? Хочу на тебе песню написать. Я говорю: почему? Да ты мне книжку подарила «Русское сердце». Я уже 15 написал, еще буду писать. Потом написал, что в конце концов. Потом звонит и говорит: еще, Надя, больше все надоели русской, все, Коми песню буду писать. Все. Отдохнула от Коми, теперь буду Коми писать. Написал 100 песен про Коми. Потом у меня опять вышла книжка, потом, наверное, буду еще писать. И потом, ну это было такое чудо, это самородок. И почему я не могу все-таки, у меня претензии к Коми народу. Ребят, ну таких людей надо в жизни любить, при жизни любить. Это уникально. Мы к ним с мужем ездили, они в Коми-костюмах встречали, идут по этим холмам от его дома, который стоял на краю пропасти наполовину. И так он потом туда и завалился, но, слава богу, ему уже успели потом новый дом построить, он немножко в нем пожил. И поют Коми песни, а потом мои, а потом садимся за стол, а у него стол, маленькая комнатка, в которой подвал, дырка. Тут стол стоит, тут кровать под пологом, он же себя офицером чувствовал, из марли полог такой красивый весь из себя, и эта гармошка, потом Спиридонов ему подарил, или аккордеон, или что. Это был уникальный человек, уникальный. Я деревянскую люблю, вот столько, и они меня любят. И ансамбль его до сих пор, его уже нет, как ансамбля, но они все время собираются и все время поют. Поэтому мне особенно дорогая эта песня. Большое спасибо. Прежде чем попросить, наверное, включить музыку, я боюсь теперь после этих слов даже петь, потому что я ее сегодня пою вообще-то в первый раз. И стихи взяла в руки позавчера. Я слышала, что она есть, поэтому я... Я сейчас к ней подойду. Я подойду, чтобы ты не встала второй раз. Нет, Человек уже боится петь. нет, не из-за нее, а просто, что для меня здесь новый текст, я вот даже немножечко взяла подглядеть, если что. Но и еще чуть-чуть отвлеку ваше внимание той фразой, что я когда вот читала это стихотворение в данном случае, такие слова, которые мне были непонятны. Это ты меня не любишь, это я тебя люблю. Вот и вся песня, если вы ее прослушаете, пронизана вот именно этим чувством такой любви, когда люблю я, пусть ты меня не любишь, но люблю тебя я. И вот сегодня, пока я стояла за дверью, Надежда Александровна как-то разложила мое сознание, наверное, по полочкам, сказав какой-то одной фразой, что не важно, любят ли тебя, важно, что люблю я. И вот у меня, наверное, пазл сложился этой песни вот буквально сейчас, вот полчаса тому назад, когда я держала в руках это стихотворение. Словно весла ветки захотела бы уплыла, никогда такой счастливой я, наверное, не была. Даже если
до утра, что ты как ты задыхаются ветра. Свяжешь узел, не разрубишь, и свяжу, не разрублю. Это ты меня не любишь, я тебя люблю. Это ты меня не любишь, это я тебя люблю. В эту пору первых листьев, в это зарево воды, все просторнее и чище от надежды до беды. Даже если жизнь погубишь, поклонюсь, как приговорю. Это ты меня не любишь, это я тебя люблю. Это ты меня не любишь, это я тебя люблю. Я желаю вам здоровья, долголетия и, наверное, теряйте вот той жизненной энергии, с которой вы сегодня поделились со всеми, и тот заряд энергии, который у вас есть, пусть еще останется с вами надолго. Спасибо. Владимир Григорян пишет, однажды она сказала Богу: если нужно выбирать семья или стихи, отними Нет, стихи. если дети или стихи. Потому что семья, откуда знаешь, учатся, понимаешь? А дети уже это точно для женщин. Убеждена, именно в тот момент состоялась как поэт. Женщина должна рожать детей, а мужчина ее защищать. Это начало Родины, начало всего. Если будет еще что-то сверх этого, прекрасно. Если хочешь чего-то вместо этого, не получишь ничего. Стихи о детях. Ну вот о детях, видишь, и не знаю, куда только что все упало, и все перевод, наплевать. Как сейчас буду, так и прочитаю. Микрофон. Дочки мои, видишь, через 150 лет она научилась пользоваться микрофоном. Дочке Марине. Она у меня красавица, там есть большой портрет где-то там. А, там, да. Мне жалко себя, но помочь я уже не сумею. На что и растрачено? На полусвет, полутьму. Какая-то девочка с праздничным ликом камей завидует доброе, злому уму моему. А я наглядеться хочу на ее невесомость, на летнее платье, на теплый рисунок плеча. Другая из пены родилась, а это из солнца. Поэтому в полыми хочется ей сгоряча. Какая-то девочка, словно от моря хмелеет, от взрослого опыта, что ей бесценная цена. Какая-то девочка с праздничным ликом камея, мгновенно, как в юности, бессмертна на все времена. Завтра у меня родится сын. Мы уже придумали, Сережка. Маминого сердца – господин, папиного сердца – господин. И, конечно, баловень немножко. Ты храни мне, Господи, его, он тебя хранить не научился. Ничего не надо, ничего, только не пропал бы и не спился. Будет любоваться не дыша, младшим братом, Господом хранима. Маминого сердца госпожа, папиного сердца госпожа, доченька моя, моя Марина. За окошком изморозь и синь, хризантема на столе и астра. Завтра у меня родится сын. Совершеннолетним будет завтра. А вот это стихотворение сейчас не хочу печалить. Я его сейчас в конце, когда буду совершать, там прочитаю про детей. Я не пишу про детей много. Надежда Александровна, вы говорили еще одну песню. Исполните о детях или посвященную детям, да? Вместе с Алексеем Шведышем. Давайте эту песню мы послушаем еще. И, наверное, ваши финальные стихи. Вообще, я не знал, я вообще, когда увидела тебя, в ужас пришла.
Думаю, что он так делает? Мы же с ним хотели здесь. Оказывается, из-за того, что я такая, так он здесь уже полчаса и пел. Бедный мальчик. Все согласно распоряжению высшего дирижера. Тебе идти или нет? Нет, Надь. Ты что собираешься? Нет, Какую песню? А вот, ну если одеть вот это, золотое, вот это ведь уже... Нет. Давай лучше еще раз про сына, посвященное сыну. То ли в детстве огонь. Уже пел. Ничего, давай. Спасибо, девочки. Взаимная любовь. То ли в детстве огонь, то ли в юности пламя, то ли в зрелости слово и честь. Но мне кажется, что прорастет купола все, что лучшего было и есть. Но мне кажется, что прорастет куполами все, что лучшего было и есть. А еще говорили, живут бестолково, а когда оглядишься окрест, что не поле, то Пулково да Куликова, что не путь, то звезда или крест. Что не поле, то Пулково да Куликова, что не путь, то звезда или крест. Это русая прядь, это вольная боль этих глаз, незабудковый цвет. А когда обернешься, пригрезилось, что ли, всюду мрак, а мерещится свет. А когда обернешься, пригрезилось, что ли, всюду мрак, а мерещится свет. А мерещится рожь, на полях колосится, краснодевица воду несет. Серый волк звездным оком на небо косится, добрый молодец диво пасет. Серый волк звездным оком на небо косится, добрый молодец диво пасет. То ли в детстве тоска, то ли в юности мука, то ли в зрелости избранность встреч. Что не радость, то боль, что не дом, то разлука, что не память, то русская речь. Что не радость, то боль, что не дом, то разлука, что не память, то русская речь. Сыктывкарский вальс. Мы вот уже скоро дуэт у нас будет. Да. Я специально, потому что, понимаете, когда вот только он нужен, все профессионально, все. А когда не профессионально, люди тоже хотят петь, они расковываются, понимаете? Я хочу расковать душу народу, я не могу. Мы замечательные, вот и все. А я хочу донести текст. Мне наплевать, Замечательные что ты там стихи, которые написала Надежда Александровна. Обменялись. Не было поезда, скажете, странно. Был далеко княж Погост. Класс. Прятался город в тайге деревянной, между деревьев и звезд. По деревянным сухим тротуарам бегало детство мое. Не было книжек цветных в Сыктывкаре. Не было книжек цветных в Сыктывкаре. Не было книжек цветных в Сыктывкаре.
Не было книжек, цветаных Сыктывкарь, хмурое было житье. Может, об этом сейчас и не надо нам разговоры вести, а поглядим, а ровесники рядом, а поколение в части. И соболезновать нам перестаньте, все не о том говорят. Вечер на белом своем варианте, вечер на белом своем варианте, вечер на белом своем варианте не унывала земля. Выжила, вынесла, переболела, чтобы остаться в веках. Город с вокзалом и с полночью белым, город с вокзалом и с полночью белым, город с вокзалом и с полночью белым, и с вычердою на руках. А сейчас можно все вместе. Там да да дам да дам дам да да и соболезновать нам перестаньте, все не о том говорят. Вечер на белом своем варианте, вечер на белом своем варианте, вечер на белом своем варианте не унывала земля. Искренне поздравляю Надежду Александровну с этим большим юбилеем и желаю, чтобы мы здесь праздновали еще не один ее юбилей. Вот, ну, 100 лет это минимум, Надежда Александровна. Да. Спасибо. Хочет, чтобы я умерла сегодня. Я поняла. Надежда Александровна, вы еще, да, пару стихотворений финальных хотели прочитать? Или мы завершаем на этой ноте? Нет, я прошу слова, не хочу завершения. Протестую, Надежда Александровна. Я очень хороший, ну даже могу в микрофон. Очень хороший поэт, очень хороший поэт. Эшва Людмила Чебыкина, запомните. Есть даже стихи, посвященные Надежде, но я их не взяла с собой, а так, конечно же, не вспомню. Я совершенно случайно узнала об этом вечере. Но что меня удивляет больше всего, мне ссылку на объявление об этой встрече прислала моя невестка. Но за неделю до этого меня так потянуло к Надежде, я достала свою любимую книгу с автографом «Русское сердце» и с радостью, с наслаждением снова окунулась в твой мир, в наш мир. Я так резонирую на стихи Надежды Александровны. Это была первая поэтическая книжка, которую я купила, когда приехала в республику. Тогда были развалы в книжных магазинах, стопками стояли книжки разных поэтов, стоили там совершеннейшую мелочь. Я увидела книжку «Сыктывкарский вариант». Наугад обычно открываешь поэта, если заходит, можно взять, не заходит, ну, значит, не мой поэт. И эта маленькая книжечка открылась на стихотворении «За то, что птице крыльев не вязал, за то, что псу похлебки не жалел, за то, что дом похуже на вокзал и защитил, и спас, и обогрел, за то, что все стихи мои прочел, по жизни их ценя не За то, что сам остался не удел, когда другие рвали удила, за то, что незаметно посидел, что от тебя детей я родила. Ой, сейчас буду реветь. За то, что все стихи мои прочел, по жизни их ценя не порублю, за то, что раю ад ты предпочел, я никогда тебя не разлюблю. И это на всю жизнь стало моим любимым стихотворением. Конечно, я сразу взяла книгу, конечно, я покупала сразу все, что вижу, читала в газетах.
И даже предположить не могла, что жизнь и судьба сведет нас вместе. Это было сколько лет вместе работали, она в счастье. вольницу входила. Да. Но я, собственно, встала, чтобы не о себе сказать, а о том, как относились люди, потому что для меня это было сильнейшее впечатление, это было лучшее. В 95-м году организовался наш ансамбль «Вольница», и мы ездили, первые костюмы нам пошил «Русский дом», Надежда Александровна об этом хлопотала и ездила с нами на гастроли. Мы ездили по республике, по нашим леспромхозам, 95-й, 6-й, 7-й год. Вы помните это время? Людям хлеб в книжечке в магазинах записывали. Люди были в разочаровании, в отчаянии. Это вообще было. Мы для того организовали наш ансамбль, чтобы хоть как-то поддерживать дух в людях. А когда выходила еще Надежда и читала свои стихи, я просто хочу процитировать один из отзывов, который мы привезли из Усть-Кулома. Женщина написала огромную благодарность, не стала брать уже нашу книгу. И самое главное, что там прочитала, когда слушаешь стихи Надежды Мирошниченко, кажется, что побывал в храме. Вот так вот действует ее поэзия на людей. Так она поднимала и поддерживала души. Не 5 рублей в руки дать человеку нужно, а поддержать душу, поддержать сердце. Поэтому люблю, обожаю, всю жизнь неизменно. Здоровья и долгих лет, чтобы мы были вместе. Вот сказала, конечно, главное, Микрофон это скажите. Потому что, это чтобы вы не слышали, что я сказала, а теперь, чтобы вы слышали. Потому что одно хочу прочитать про детей. Почему я не пишу про детей? Я настолько их люблю, я очень оригинальна, как мать. Думаю, я единственная любит своих детей. Вот. Но я хочу сказать, что я все-таки верю, что Господь может позавидовать. Говорят, Он забирает лучших. Думаю, пусть мои будут не лучшие, но пусть живут долго и со мной, чтобы было. Я про детей не часто говорю, что Бог не ревновал. Простите, дети. Но каждый день я жизнь благодарю за то, что появились вы на свете. Я каждый день молюсь за вас, двоих моих, и за любимых ваших тоже. И не хочу я посвящать других, о чем молюсь. Но помоги вам, Боже. Которые я тоже... Мои дорогие, если бы вы знали, вот надо со мной встречаться, надо хотя бы раз в неделю. Каких бы стихов о любви вы дослушались, каких бы о родине, каких бы, Господи, Боже мой. И все это получают другие города, не мой Сыктывкар. И тогда спасибо библиотеке, спасибо тебе, ребенок. Что она сегодня пережила, когда меня полчаса не было, я даже представить не могу. Меня там чуть дома не хватило инфаркта. Понимаешь, это ужас, она так готовилась. Все девчонки готовились. Спасибо вашему, у вас не биографический сейчас отдел, у вас краеведческий. Спасибо краеведческому отделу. Вот это все надо было, ужас, это все собрать. Это спасибо художникам нашим. Екатерина Макарова оформила нам эту выставку. Огромное спасибо, огромное. Я благодарю, как я бы нашла свои документы, я даже Союза писателей потеряла этот билет. И я теперь его нашла, я так рада, потому что я им так дорожу, но он мне не нужен сейчас, меня и так все знают, понимаете, я уже обнаглела. Ужас. Память Анатолия Федулова, моему мужу. Готовьтесь, какое стихотворение. Сейчас мне надо подготовиться. И тогда называется «Толь завоешь, как волк, толь, как иволга, птицей застонешь, толь взорвешься черемухой, то ли стрелой упадешь, но лишь вспомнится мне мой любимый, мой русский Воронеж с этой россыпью маленькой, тоже медовую сплошь. Лишь как вспомнятся мне все ошибки и все неудачи,
по бескрайнему счастью, разученное наизусть, я возьмусь за перо, и как девочка горько расплачусь, и бумагу порву, и почувствую слезы на вкус. Но лишь вспомнятся мне все курганы мои и долины, все озера и реки с прошитой строкой камышей. Я возьмусь за перо и над русскою встану равниной, как над русской былиной взглянуть, что же сделали с ней. И когда я увижу заросшие вровень окопы, а по ним лишь бурьяном прикрытый сухой чернозем, я не стану пенять на коварные планы Европы и на планы Америки, стиснувших горло ее. Я своей историей выйду на русское поле и с народом своим о своем буду вслух говорить. И тогда это вечно опасное слово, доколе наше небо взорвет и позволит душе воспарить, и тогда я стальное перо поменяю на песню и пойду медсестрой в санитарные те поезда. И тогда мы с тобой, Россия, и правда воскреснем, и тогда вслед за мною потянутся люди и веси, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда, но когда? Ой. Вы как стишки пишете? Я, говорю, тоже всегда на 8 марта. Вот это очень приятно бывает. Ты замен не ищи. Ты замен не ищи. Никому не ходи, кроме Бога. Нет замены Ему. И хоть как головой не крути, но на верном пути остается лишь эта дорога, а другие в обход не дают нам до Бога дойти. Ни о чем не печалься. Мы все в целом свете такие. Ошибаемся, платим, и снова стремимся вперед, а вперед это к Господу. Но заблудилась Россия, и наслушалась бесов, и канула в водоворот. Я сама не другая, и мне эта Родина наша, поводырь и попутчик, и кто тут кого заплутал. И при мне стали звать мою чистую Родину Раша, и при мне все орлы улетели в равнину со скал, и любовь пролилась, как сквозь сито, не в землю, а в камни. Хорошо, что еще хоть немного осталось на дне, и меня иссушило такое привычное капо, что ни в чем не спасало, но тлело, как уголь в огне. Я замены не ищу, никому не хожу, кроме Бога. Но плохой прихожанкой тебе в 100-й раз повторю, что на русском пути остается лишь эта дорога. Никому, кроме Бога. И ты не ходи, говорю. Надежда Александровна, от имени всех читателей мы хотим поблагодарить вас за этот вечер, за ваше творчество. А в завершении вечера позвольте еще маленькую цитату вашу процитировать, да, ваши слова. «В свой народ я верю и буду ему служить, сколько смогу. И это моя собственная потребность жить так. А если не так, значит, это не моя страна. Пока у меня есть эта сила прийти подарить надежду, я буду приходить». Ждем новых встреч, Надежда Александровна, с вами. Спасибо каждому человеку, который сегодня пришел. Это мой лучший вечер в Сыктывкаре. И это благодаря только вам. У меня душа работает на параллель с вами, понимаете? Огромное вам спасибо, простите. Зато запомните навсегда. Светка, господи,
Скажу, Светлана, господи, надо же любимую поэтессу. Кто у нас в Кирове самая лучшая? Сырнева, Светлана Сырнева. Она приехала на первый вечер в Москве в вечернем платье. Я опоздала на час. И весь зал сидел, там сидели все руководители Союза писателей России, и все. И час ее ждали. Я этот ужас. И она пришла, говорит, вы знаете, там такие пробки. Поэтому спасибо, что дождались, спасибо, что пришли, спасибо, что есть. Верю, служу, радуюсь, живу, люблю. Бог в помощь нам всем. Спасибо всем за внимание.